завоевали бронзовую медаль. Также в женском парном разряде Екатерина Лыпахова и Ольга Тихонова взошли на третью ступень пьедестала. Ну и, конечно же, в мужском парном разряде победу у нас праздновали Нургун Сабарайкин, Василий Румянцев. Начинается у нас встреча. Ну, я думаю, будет правильным также напомнить и о медалях текущего чемпионата. Да, у нас в активе якутских теннисистов 2 медали, и обе они бронзового отлива. Тихонова Ольга. 1 бронзовая медаль и 1 серебряная. Да, и 1 серебряная, извиняюсь. А в смешанных парах Сергей Ли и Ольга Тихонова у нас завоевали серебряные медали. Ну и, как я уже сказал, Ольга Тихонова у нас выиграла у беломестных Анастасии из Забайкальского края и завоевала бронзу. Итак, давайте обратим все внимание на стол. Так, что мы можем сказать о спортсменках, которые ведут эту встречу? К сожалению, вот насчет Ветрик Евгении и Голышевой Антонины мы сказать ничего не можем, потому что они представляют Хабаровский край, и нам практически неизвестно об этих спортсменках. А что касается их противников, Фомина Анастасия и Снежко Валентина, они представляют Забайкальский край. Да, Анастасия и Валентина на стадии 1-2 финала оказались сильнее Екатерины Краюцы и Анастасии Салашной, представляющих Магаданскую область. Еще на ранней стадии Анастасия и Валентина выиграли у, кстати, наших спортсменок, у Петровой Аины и Арины Федоровой. В первом круге они отдыхали. Что касается пути к финалу представительниц Забайкальского края, именно Антонины Голышевой и Евгении Ветрик, они в полуфинале выиграли у Ольги Тихоновой, представительницы Республики Саха-Якутия, которая играла в паре с Галиной Пешко из Хабаровского края. Ну и еще ранее на стадии 1/4 финала Антонина и Евгения выиграли у Рады Будяк и Александра Ефимова из Магаданской области. И в первом круге они также отдыхали. Ну и сейчас они оспаривают золото чемпионата Дальнего Востока. Хороший нападающий удар Антонины Голышевой. Что я могу сказать о Фоминой Анастасии? Ей 26 лет, она представляет сборную команду, женскую команду Забайкальского края, работает учителем физкультуры в городе Москве в данное время. Она является мастером спорта России, и у нее достаточно высокий рейтинг – 958. Это рейтинг, если мы говорим о рейтинге. Общероссийский рейтинг. Общероссийский рейтинг. Угу. Впечатляющий показатель. Она является хорошим мастером, действующим мастером спорта, принимает участие во всех российских соревнованиях. Сама проживала в городе Чите, она уроженка города Читы, поехала учиться в Москву и там и осталась. Но в настоящее время выступает за команду Забайкальского края. В прошлом году на чемпионате Дальневосточного федерального округа в городе Уссурийске она стала чемпионкой среди женщин в одиночном разряде. А что касается ее напарницы Снежко Валентины, она является кандидатом в мастера спорта, также представляет Забайкальский край. У нее рейтинг общероссийский 525. Она ученица 11 класса, школа номер 11 города Читы. Да, подающая надежда спортсменка. Да, начала заниматься 7 лет у родной тети Епишкиной Оксаны Викторовны. Первым ее тренером является Доронин Александр Николаевич, город Чита. А в настоящее время ее тренером является Капустина Ирина Владимировна. Хороший розыгрыш, по итогам которого счет у нас становится 10-9 в пользу пары в составе Голышева и Ветрик. Ну, видим, да, что по началу матча соперницы идут вровень. Очко в очко. Да, на своих подачах регулярно, стабильно зарабатывают баллы, и у нас идет очень равная и напряженная борьба. Ну, если говорить о чемпионате Дальнего Востока, да, то, естественно, подразумевает это то, что разыгрываются тут путевки на чемпионат России, который у нас пройдет в конце февраля, в начале марта в Москве, в спортивном комплексе Чертаново. И туда у нас отбираются финалисты одиночных разрядов, да, и победители командных соревнований. И мужская, и женская победительницы, да, так в командном зачете. На кону помимо медалей еще и путевки
Ну что ж, началась у нас жара, вернее, продолжается жара. Праздник настольного тенниса в Якутске в очередной раз. Ну и краткое совещание, да, перед Да, подачей. игра у нас идет на балансе. Надо получить двухочковый перевес. Тогда команда выиграет сет. Да, вынудили ошибиться в этом эпизоде. Ну и, дорогие друзья, давайте мы отметим, что парные финальные игры в парном разряде у нас идут, играем 5 партий до 3 побед. Ну а в одиночном разряде у нас игра пойдет в 7 партиях до 4 побед. Важная деталь, которую нужно, конечно же, обязательно отметить. Итак, 12-12. Счет равный. Хороший розыгрыш. Ошибается Фомина. 13-12. И подает. По пару состоит именно Снежко. Хорошая атака. И завершается первый сет. Первая партия завершается счетом 14-12 в пользу пары Голышева-Бетрик. Они ведут в счете 1-0. Это неплохое начало. Конечно, в любых соревнованиях, да, на любой стадии, конечно, важно вот именно вкатиться в игру. Удачно начать. Конечно, это и в психологическом, и в игровом плане дает определенное преимущество. Ну и, дорогие друзья, если говорить об этом чемпионате, можем отметить также то, что в этом году у нас главным судьей работает приглашенный специалист, а именно Геннадий Петрович Кан, судья международной категории из Южно-Сахалинска. Я думаю, Василий Трифонович дополнит эту информацию. Он является главным судьей вот данного чемпионата, имеет категорию, международную категорию, из города Южно-Сахалинск приехал. А заместителем главного судьи работает наш известный судья всероссийской категории Алексеев Александр Алексеевич, город Якутск. А главным секретарем чемпионата работает Чекуров Василий Гаврилович, судья первой категории, город Якутск. А кроме того, самую основную нагрузку несут это судьи на столах. Их человек 15. Они вот 4-й день подряд обслуживают данный чемпионат. Надо сказать, к слову, что соревнования идут спокойно, без никаких, скажем, протестов, споров. Но спорных моментов действительно нет. Это говорит о хорошей работе судейского состава. Ну и, конечно, о том, что спортсмены сами тоже не используют, да, всякие вот хитрости. Все идет в рамках честной борьбы. Итак, вторая партия. Хорошая атака. Снежко в корпус сыграла. И у нас... Ну, видим, что у спортсменов хорошее настроение, да? Но тут, да, не попала в коробку. И, собственно, о чемпионате, да, Дальнего Востока у нас Якутск принимает эти соревнования уже в 3-й раз. Вот мы помним, уже говорили о том, что в 2018 году, да, вот проходили также эти соревнования под сводами Дворца спорта 50 лет Победы. Ну а впервые столица нашей республики организовала и провела эти соревнования, именно чемпионат Дальнего Востока по настольному теннису в 2013 году. Есть очень интересная история по до 2013 года вот чемпионаты Дальнего Востока всегда проводились во Владивостоке или около него. И вот в том году, в 2013 году, наша Федерация настольного тенниса Республики Саха-Якутия обратилась в Федерацию настольного тенниса Российской Федерации с предложением провести чемпионат Дальнего Востока в городе Якутске. Надо сказать, что Федерация настольного тенниса России согласилась с данным предложением. К сожалению, не все регионы с этим согласились. Некоторые регионы сказали, почему в такую даль, такие морозы. Дело было в январе месяце. Но позиция тогдашнего президента ФНТР Игоря Евгеньевича Левитина была непреклонной. Он сказал твердо и безапелляционно, что чемпионат Дальнего Востока будет проходить в городе Якутске.
Если нужны путевки на финал России, то приезжайте. Если не приедут, то их проблемы. Ну, соответственно, без путевок и останутся, да? Ну, действительно, и именно вот с 2013 года чемпионат Дальнего Востока начал проводиться не только вот в одном месте, да, вот, например, в прошлом году в Уссурийске. Да. И действительно, якутская сторона создала прецедент, да, можно так сказать. И после 2013 года стали проводиться в других регионах. Хабаровске, в Уссурийске. Что, безусловно, идет только на пользу. Естественно. И, к слову, тогда приехали почти все Практически все команды вот, Да. округа, да? округа. Ну и у нас продолжается упорнейшая борьба. Счет 7-7. Напомним, первая партия у нас завершилась со счетом 14-12. Ух. Осторожно. Девушки очень хорошо держат мяч. Они все являются опытными игроками. 3 кандидата в мастера спорта. И одна из них, Фомина Настя, это мастер спорта России. Поэтому игра ведется активно. Очень часто они нападают, Но вот сейчас выполняют сложные приемы. хорошая атака. И у нас счет становится 10-7 в пользу пары в составе Фомино и Снежко. Плюс 3 пункта себе обеспечили представительницы Забайкальского края. Интересный розыгрыш. Очень хорошо перевела в правую половину стола. И соперница не смогла достать. Моментально среагировала. Ух. Ну туда. Неудачно было сыграно. И у нас по партиям счет одинаковый. Становится равным 1-1. И после небольшой передышки, после консультации с тренерами, мы приступим к просмотру третьей партии. Ну и сейчас режиссер нашей телетрансляции предлагает вашему вниманию самые яркие моменты минувшей партии. Хороший размашистый топ-спин вы могли сейчас видеть. Ну, если говорить в целом, да, о настольном теннисе в нашей республике, это, безусловно, один из самых популярных видов спорта в нашем регионе. Много-много-много почитателей этого вида спорта. Соревнования по этому виду спорта пользуются бешеной популярностью и в улусах, и в городах, по всей республике. Чемпионаты республики у нас собирают множество спортсменов, и не только спортсменов, но и зрителей всегда достаточно, приличное количество. В столице и в других городах, в улусах у нас множество спортивных секций по этому виду спорта работают. Команды выезжают на сборы тренировочные. Вот с Китаем, да, у нас сотрудничество активно в этом плане ведется. У нас китайские спортсмены приезжают, чтобы практиковать навыки по вольной борьбе, ну а взамен страна, лидирующая в настольном теннисе, обучает наших спортсменов. Да. Естественно, Китай обучает не только нас, но и весь остальной мир, так скажем. Доминирующая страна, да, в этом виде спорта. Множество титулов регулярно выигрывают китайские спортсмены, но, конечно, в этом виде спорта им равных. Для нас, любителей настольного тенниса, вот чемпионат Дальнего Востока, который здесь сейчас проходит в городе Курск, это для нас большой праздник, долгожданный праздник, потому что сюда приезжают и в одно время, в одном месте лучшие мастера малой ракетки, они собрались здесь. И мы 4-й день с наслаждением наблюдаем за игрой, великолепной игрой больших мастеров малой ракетки. Да, и Якутск, кстати, принимает не только чемпионат Дальнего Востока, но и не раз принимал и первенство Дальневосточного федерального округа. Но они проходят, правда, не во Дворце спорта 50 лет Победы, да, обычно они проходят в спортивном комплексе Довсон. Тоже очень много спортсменов съезжают со всего округа. И ух, какая ошибка. Вот сегодня вот во Дворце спорта 50 лет Победы тоже собрались болельщики, и все с удовольствием следят за игрой этих больших мастеров. Да, но для тех, кто не смог подойти, во Дворец спорта 50 лет Победы национальная вещательная компания «Саха» проводит прямую трансляцию решающих игр. Игра в парном разряде вообще вот очень, скажем, вот такое тонкое дело, потому что спортсмены должны очень
должны чувствовать друг друга. То есть они должны быть очень подвижными, мобильными и, самое главное, не мешать друг другу. Потому что они мяч должны принимать по очереди и подавать должны по очереди. Поэтому здесь очень нужно взаимопонимание игроков. Безусловно, очень высокого уровня взаимопонимания, конечно, требует эта дисциплина, именно парный разряд. Ну и видим то, что у нас по уровню, да, по уровню мастерства именно примерно одинаковые у нас команды встречаются в финале. Ну и счет, мы видим, сокращается, отставание в счете. 8-5 стало. Да, 5-8. После этого финала мы приступим к просмотру оспаривания золотых медалей в парном мужском разряде. Парную встречу, согласно правилам, всегда судят двое судей. Один, скажем, главный судья, вот судья ведущий у нас Иван Павлов, опытный судья первой категории из Вилюйского ЛУСа, он ведет встречу. И судья на табло. И судья, который ведет встречу, он должен обязательно стоять, потому что он должен видеть черту на столе, да, и следить за тем, чтобы мяч правильно попадал в квадрат. Поэтому он должен стоять, судить стоя, согласно правилам. Ну, можно провести аналогию, да, как лайнсмены на футболе работают, тоже вот внимательно за ходом соревнований наблюдают, именно вот стоя. Ну что ж, очень интересное противостояние у нас в золотом финале женского парного разряда. Антонина Голышева, Евгения Ветрик играют против Анастасии Фоминой и Валентины Снежко. Очень интересное зрелище нам предлагают спортсменки. Пока спортсменки отдыхают, я хотел бы ознакомить с итогами прошлогоднего чемпионата Дальнего Востока. Он проходил в городе Уссурийске с 9 по 13 января 2019 года. Среди мужчин первое место заняла команда Приморского края, второе место заняла сборная команда Республики Бурятия, на третье место завоевали Хабаровский край и Республика Саха-Якутия. Это среди мужчин. Среди женщин первое место также Приморский край, второе место Забайкальский край, третье место поделили Хабаровский край и Республика Саха-Якутия. Так что в прошлом году в командном зачете мы заняли третьи места. Ну и в этом году, проходящем в Якутске, да, чемпионате Дальнего Востока, Приморский край также очень уверенно выступает. В двух финалах спортсмены Приморского края представлены. Спортсмены из Приморского края выступят в мужском парном разряде, ну а в мужском одиночном разряде у нас и вовсе приморский финал. Это если забегая вперед. Из Приморского края прибыла, конечно, очень сильная мужская команда, но по непонятным нам причинам не смогла приехать женская сборная Приморского края. Она состояла из одних мастеров спорта. Такие мастера спорта, как Гулакова, Дударь, Кремер. Они не смогли приехать на наш чемпионат, поэтому выступает только мужская сборная команда. И надо сказать, что она подкреплена 3 легионерами. Согласно правилам, они допускаются в состав сборной команды краев и областей. Поэтому они сегодня принимают участие в нашем чемпионате. О них мы расскажем попозже, когда они будут выступать в финальных играх. Итак, подача пары в составе Голышева и Ветрик. Счет 3-3. По партиям у нас 2-1 в пользу Фоминой и Снежко. Хороший какой розыгрыш. Даже вот соперницы даже сами охнули, да? Но сделано было, конечно, очень красиво. Голышева привела ответный контратакующий удар. Молодец. Итак, 4-3. Ух, срезался мяч. Ну и такие, конечно, неточности также бывают и, конечно, в играх даже самых признанных мастеров. Да, естественно, мячу придается очень большое вращение. И бывают вот такие отскоки, когда не удается укротить мяч, скажем так. Но тут, да, верхнее кручение не удалось
задать должным образом. Современная вот тенденция в настольном теннисе — это атакующий стиль игры. Почти у всех ведущих игроков, того же Китая, других ведущих держав и всех остальных стран, они играют в нападении. Ну, как я подозреваю, эту тенденцию задали именно китайские спортсмены, да? Мгм. Как говорится, атака — лучшая защита. Поэтому они проповедуют активный атакующий стиль игры. Ну, действительно очень предельно логично, да? Хочешь выиграть, нужно атаковать, зарабатывать очки, нужно Да. работать. Вот сейчас Снежко провела вот такой атакующий удар с правой стороны. Отличный удар, который принес еще одно очко. Да, и, конечно, тут надо было умудриться поставить подставку, да, таким образом, чтобы сохранить мяч в игре. И как точно в самый угол. И поддержала ее подруга Фомина Настя. Она также провела правый топ-спин. Ну, у нас в каждой партии, да, вот ноздря в ноздри тут спортсменки, но тут, конечно, не точно было сработано в исполнении Ветрик Евгении. И у нас счет 7-8. Подача Голышева и Ветрик. Команда берет тайм-аут Хабаровского края. Ну и хотелось бы напомнить, что в парном разряде в финалах мы играем до 3 побед. Да, до 3 из побед. 5 партий до 3 побед. И в данный момент ближе к этой цели у нас пара в составе Анастасии Фоминой и Валентины Снежко, представляющих Забайкальский край. Тут, конечно, очень полезно, да, вот выслушать наставления, замечания тренера, секундантов, как говорится, взгляд со стороны. Одно дело, конечно, видеть игру с первого лица, да, непосредственно соревнуясь. Очень важное замечание, конечно, может дать человек, который видит игру со стороны. Да, со стороны виднее, как говорится. Советнику, тренеру особенно. Он же видит, как играют ее подопечные. Их ошибки, упущения в игре. Срезался И- топ-спин у Фоминой. Очень часто после этого игра меняется. Да, казалось бы, что вот Фомина, да, очень хорошо атаковала топ-спином. В ответку получили не менее хорошую атаку. Голышева накрыла. Да, и Снежко не смогла справиться с этим ударом. Но да, продолжаются вот эти периодически, да, спортсменки ошибаться, допускать неточности. Счет у нас 10-8. И счет равным становится Победное по очко. партиям. Да, счет сравнялся 2-2. Уборная, конечно, борьба у нас идет. И нас с вами ждет, дорогие друзья, Последняя да, решающая партия. 5-я партия. Ну вот ни в одной партии не было такого, чтобы вот одна пара уходила в какой-то серьезный отрыв, да, нету, вровень у вас идет игра, что, конечно, только радует. Давайте посмотрим на повторе. Вот, хорошая атака по диагонали. Конечно, тут что-либо сделать было очень сложно. Попробуй среагировать, да, на такую атаку разящую. Интересная игра проходит, много движения, много красивых атак. И вот топ-спин. И И следом. Ну что ж, дорогие телезрители, может, кто думает над тем, чтобы, может, посмотреть вживую, мы всех приглашаем во Дворец спорта 50 лет Победы. Это у нас первая финальная игра. Сегодня в рамках вот, заключительного соревновательного дня у нас еще будут 3 финала. 3 еще интересных матча. Так что приглашаем всех. Итак, решающая партия у нас начинается по партиям 2-2. И победители этого отрезка игры станут обладательницами
золотых медалей чемпионата Дальнего Востока по настольному теннису в женском парном разряде. По одному записали и подача Фоминой. Голышева сразу атакует прямо с подачи и зарабатывает еще одно очко. Отличная атака. Фомина ошибается. Да, такой размашистый топ-спин был, но мяч угодил в сетку. Но тут сразу, да, тоже неточность. Необязательные ошибки. Счет становится 3-2. Подает Голышева. Сразу в атаку идет Ветрик. И это было верное решение, как мы увидели. Отличный правый топ-спин. Да, с внешней стороны не получилось закрутить мяч так, чтобы попало. Игровой снаряд попал в стол, в игровую зону. Так, Так, смена площадок. При последней партии при счете 5 смена площадок. да, видимо, этот момент, да, обсуждают спортсмены с ведущим судьей. Да, и при счете 2-5 у нас возобновится игра. Но Фомина и Снежко близки к тому, Нет, чтобы- Голышева Ветрика не ведут. 5-2. Да, по партиям 2-2. И решающий отрезок сейчас у нас начнется. Заключительный день и заключительный этап у нас. Уже организаторы соревнований принесли кубки победителей. Они стоят в зале. Золотые красавцы, которые будут разыграны по итогам 4-го заключительного соревновательного дня лично командного чемпионата Дальневосточного федерального округа. Итак, дожидаемся судью. Минута закончилась. Сейчас девушка начнет играть. Они совещаются между собой, потому что после смены площадок тоже меняется. Итак, все готово для возобновления этой игры. Напоминаем, что это Голышева финал. Ветрик ведут со счетом 5-2. Интересный розыгрыш, по итогам которого Фомина и Снежко сократили отставание в счете. 3-5, подача этой пары. Совещаются спортсменки. Безусловно, конечно, у каждой пары, да, вот есть заготовки. И тут во время игры важно, конечно, обсудить этот момент и самый нужный отрезок воспользоваться той или иной заготовочкой. Ух, тут, конечно, тяжело было, да? Очень хорошая правая Сделать спасение. скидка. Этот прием называется скидка. Выполнила ее Фомина, мастер спорта, и завоевала очко. Они все ближе, соперница. Вот тут по диагонали не получилось, да? Вот метила, конечно, в угол, но не точно. И снова разница в счете составляет 2 очка. Голышева и Ветрик ведут. (6-4). Так, Голышева и Ветрик согласовали свои последующие действия. Хороший такой розыгрыш получился. И мастерски, конечно, атака прошла. Не точно. Счет становится равным. 6-6. Ну, все-таки
Финал, да? Финал. Нас ждет очень интересная концовка этого решающего 5-го сета, который выявит победителя в этой встрече. Очень большая ответственность, но мастер проводит мастерский удар, скажем так, да, и они выходят вперед. Фомина, Снежко. Анастасия Фомина в очередной раз успешно атакует. Но на сей раз не получилось попасть в коробку. Она дает очко. 7-7. Игра идет очень упорная, очко в очко, буквально. В предыдущих, 4 партиях также у нас очень равная борьба шла. Ни одна пара не упускала своих соперниц далеко. Ну, стабильно, вот, преимущество в 2 очка, да. Ну, там 3 очка было, но ненадолго. Очень равная борьба идет. Вот, при своих подачах, конечно, спортсменки зарабатывают баллы, и отрыв всегда у нас в 2 балла. Итак, 8-7. Возобновляется игра. Отличный удар выполнила Снежко. 8-8. Опять равный счет. Снежко подавала, и по диагонали не получилось точно сыграть. Напряжение нарастает, очень большая ответственность. Судьба этой встречи — золотая медаль. Да, действительно. В парном женском разряде. На кону право взойти на высшую ступень пьедестала чемпионата Дальнего Востока. И это очень серьезная заявка к чемпионскому титулу, 10-8 в пользу пары в составе Фомино и Снежко. Да, Голышева и Ветрик и не думают о том, чтобы сдаться. Конечно, напряженнейшая концовка нас с вами ожидает. Да, и 11-9. С таким счетом Анастасия Фомина и Валентина Снежко побеждают в решающей партии. И у нас со счетом 4-5. 3-2. Побеждает пара в составе Анастасии Фоминой и Валентины Снежко. Представляют эти спортсменки Забайкальский край. Поздравляем мы представительниц Забайкальского края с золотыми медалями. Также мы поздравляем, конечно же, представительниц Хабаровского края Антонину Голышеву и Евгению Ветрик. Благодарим обе пары за замечательный матч, который мы с вами увидели. Действительно, очень напряженная борьба во всех 5 партиях. И, дорогие друзья, сейчас после просмотра повторов минувшей игры мы сразу приступим к просмотру финальной игры. Как мы уже говорили, у нас в программе остались только решающие игры. Мы посмотрим финальную игру, также в парном разряде, но уже среди мужчин. Ждем не менее интересную игру от представителей мужского парного разряда. В этой игре у нас встретятся 2 пары, представляющие Приморский край. Это Максим Киселев и Никита Ярушин оспорят награды высшего достоинства с Алексеем Чернышковым и Данилом Талызиным. Собравшиеся любители настольного тенниса приветствуют участников финала. Ну а мы вот видим, как же все-таки вот Антонина Голышева, Евгения Ветрик, Анастасия Фомина и Валентина Снежко отчаянно боролись за золотую медаль. Очень интересное противостояние, по итогам которого Анастасия Фомина и Валентина Снежко стали обладателями золотых наград. Чем мы поздравляем еще раз спортсменок из Забайкальского края. Судья-ассистент Самсонов Василий Прокопьевич, судья первой категории.
вровень. На протяжении всей игры шли спортсменки, были интересные розыгрыши, такие атаки, и прямые атаки, и по диагонали. В общем, это было замечательное зрелище. Того же мы ждем от Максима Киселева, Никиты Ярушина, Алексея Чернышкова и Данила Талызина, которые оспорят золотые медали в мужском парном разряде. Обе пары представляют Приморский край. Мы раньше уже говорили, да, о том, что в мужском одиночном разряде также будет финал, приморский финал. Кстати, участники золото в одиночном разряде разыграют вот как раз пара в составе Максима Киселева и Никиты Ярушина. Они встретятся в очном противостоянии в одиночном разряде. Ну, обо всем по порядку. Сейчас мы, конечно, обратим все свое внимание на эту игру. Я думаю, спортсмены сами тоже не думают об этой игре сейчас, конечно. Сейчас важно сконцентрировать все свое внимание. Так, Никита Ярушин и Максим Киселев, они в красных футболках играют, а Алексей Чернышков и Данил Талызин играют в синих футболках. Обе команды ребята представляют Приморский край. Дело в том, что Данил Талызин, он исконный приморский житель, он проживает в городе Уссурийске, работает с Михаилом Бутулевым, а вот три других спортсмена, они являются легионерами. Коротко, что можно сказать об этих спортсменах. Вот в красной футболке играет Никита Ярушин. Ему 21 год. Мастер спорта России. И у него очень высокий рейтинг. 1316. Начал заниматься настольным теннисом с 7 лет в городе Перми. Первым его тренером был слева Симашов Александр Иванович. В настоящее время Никита Ярушин выступает за французский профессиональный клуб настольного тенниса. Называется этот клуб Аржантан Бояр. Его тренирует китаец Жан Вего. Жао Вего. Представитель, да, вот такого серьезного чемпионата Франции, действительно, Никита Ярушин. Он слева у нас, если вот смотреть по этой телевизионной картинке. А его напарник Максим Киселев, у него самый высокий рейтинг из всех участников данного чемпионата. У него рейтинг 1501. Ему 21 год. Начал заниматься в городе Липецке у тренера Колесникова Владимира. В данное время также выступает за французский клуб Аржантан Бояр вместе с Никитой Ярушиным. Сразу два представителя этого серьезного дивизиона. Ну и счет у нас 2-1. Хорошая атака по диагонали. Ну и вот пара в составе Киселева и Ярушина, да, вот на стадии полуфинала оказалась сильнее пара в составе Цыбекдаржиева и Роднаева, представители Бурятии. В четвертьфинале Киселев и Ярушин выиграли у Алатырцевой Марьенко, представители Хабаровского края. В 1/8 Киселев и Ярушин выиграли у Доржайна Церена и Даширанбадова Жаргала, представители Забайкальского края. Такой путь они прошли, чтобы дойти до этой встречи. Счет 4-2 у нас становится. Отличный розыгрыш был. Сейчас мы наблюдали. Да, что касается Чернышкова и Талызина, то они в полуфинале выиграли у Василия Пака и Ивана Леонова, представителей Сахалинской области. Ранее на стадии 1/4 они остановили наших спортсменов Сергея Ли и Богдана Капитонова. Ну а на стадии 1/8 финала Чернышков и Талызин выиграли у Горохова и Шаршикова Артема, представителей Хабаровского края. Ну и сейчас они оспаривают золото в мужском парном разряде. Хороший топ-спин справа. Подает пара в составе Киселева и Ярушина. Ярушин вводит мяч в игру. Но тут, конечно, сложно, да, вот укоротить мяч после такой мощной атаки. И мяч идет очень быстро и с сильным вращением, поэтому, чтобы обработать его, нужна быстрота мышления и реакция движения. Ну и техника кисти, разумеется. Это же надо вот среагировать и под нужным градусом. Вот
провести свою атаку. 6-5. Итак, 5-6 и Чернышков начинает эту игру. Талызина не получается сыграть точно. Несколько слов о спортсменах в синей футболке. Чернышков Алексей, ему 36 лет. Он проживает в городе Славянск на Кубани, Краснодарского края. Мастер спорта. У него рейтинг общероссийский 1315. Выступает за клуб Центр спортивной подготовки Краснодар Краснодарского края и выступает в Суперлиге. Неоднократный призер, победитель всероссийских соревнований по настольному теннису. Ну, конечно, у всех участников вот финальных игр впечатляющие, да, вот послужные списки на этой стадии соревнований такого масштаба, конечно, случайных людей нет и быть не может. Конечно, золото оспаривает во всех видах спорта, конечно же, лучшие на сегодняшний день, да, в настоящий момент. Да. Ну и в скором времени мы выявим победителей мужского парного разряда. Женский разряд мы уже победительницу выявили в этом женском разряде. Ошибается Данил Талызин. Это последняя ошибка в этой партии. И со счетом 11-6 первой партии выигрывают Киселев, Ярушин. Да. Максим Киселев и Никита Ярушин, представители Приморского края, обеспечивают себе преимущество в дебюте этой игры, в дебюте этого матча. Со счетом 1-0 по партиям они повели. Посмотрим, что будет дальше. Ну а сейчас мы видим повторы минувшей партии. Ну оттуда Чернышков хорошо атаковал топ-спином. Но вот с ответной атакой не удалось совладать Талызину. В декабре 2019 года в городе Славянск на Кубани проводился чемпионат России среди молодежи до 21 года. Там Никита Ярушин в паре с Максимом Киселевым стали чемпионами в мужском парном разряде. Это очень серьезное достижение чемпиона России среди молодежи. Да, и это говорит о том, что действительно спортсмены играют в паре. Не в первый раз уже привыкли играть в таком составе, что очень важно в парном разряде, безусловно. Мяч сохранили. Ух, какой розыгрыш-то у нас интересный получается. Сейчас атака будет. Ну туда. Чуть не попал. Такой сложный мяч и такой сильный удар. Да, пожалуй, это был лучший розыгрыш, да, пока что вот Да, сегодняшнего очень интересно. соревновательного дня. Очень затяжной такой хороший розыгрыш с свечками, атаками. Играют большие мастера. Очень приятно наблюдать, смотреть. Еще 2-2. Ух, ошибка Талызина при подаче. Итак, мяч в игре. Вынудил. Атакует Ярушин. Да. И он заставил ошибиться Данила Талызина. Тот отправил мяч в аут. Они ведут, Киселев, Ярушин ведут 4-2. Да, 4-2 и подача Киселева. Хорошая атака по диагонали. И Талызин не смог совладать с этой атакой. Счет становится 5-2. И вторая подача сейчас будет Киселева. По диагонали решил сыграть Чернышков, но не точно. Ну и уже преимущество в 4 очка. Сокращает отставание Ярушин. 3-6. Да. Уже разница 4 очка. Преимущество получает пара Киселев-Ярушин. Они ведут в счете. Очень сложная подача у Никиты Ярушина.
Да, И он чередует короткие подачи с быстрыми и сильными подачами. Вот сейчас он подал быструю длинную подачу, и соперник не смог обработать мяч и ошибся. сокращают отставание. 4-9. Это да. Ярушин не точно поднимал мяч. 9-5. Хороший розыгрыш. Да, мяч в ауте. Сокращают отставание в очках. Еще одно очко. Да, тут, конечно, очень важно цепляться, ведь в случае, если поражение, да, в этой партии, счет уже 2-0 становится по партиям, и задача заметно усложняется. Чернышков вводил мяч в игру, и тут вот Талызин, казалось бы, да, вот в простой ситуации не попадает по игровому снаряду. 10-7. Какой удар. Точный и быстрый, сильный удар. Да, счет становится 2-0 по партиям. Киселев и Ярушин очень уверенно проводят эту встречу. Как мы уже отмечали, да, они являются победителями в парном разряде. То есть молодые люди прекрасно взаимодействуют между собой, что играет решающую роль в парном разряде. Ну и счет в сегодняшней игре тоже доказывает то, что ребята здорово взаимодействуют. Эту встречу судят наши опытные судьи. Ведущий судья первой категории Максимов Виктор из города Якутска и судья-ассистент Василий Самсонов, тоже судья первой категории, город Якутск. Итак, третья партия начинается, и тут Выстреливает Максим Киселев, но мяч попадает в аут. и еще одна Еще раз отправляет. неточность. Ага. С внешней стороны, внешний топ-спин. Чернышков вводил мяч в игру. Зато идет правая скидка и очко зарабатывает. Ну и вот сейчас получилось. Очень здорово атаковал. Да, казалось бы, свечой сейчас мяч угодит в игровую зону, но нет. 2-3. И вот в две волны, да, атака Да. хорошая топ-спином правым. И Максим поставил точку. Совершил завершающий хороший удар. Мяч. Да, вровень идут спортсмены в третьей партии. Напомним, что в парном разряде мы играем до 3 побед. То есть в случае, если Киселев и Ярушин выиграют в этой партии, то победитель будет уже известен. 4-4. Но ребята в синей футболке не собираются сдаваться. Они будут играть до конца. Еще. Можно Хорошая спасти диагональная атака. партию. Они выходят вперед. Ведут 5-4. 4-5 Ярушин подает. Хороший розыгрыш у нас идет. Молодец, Данил. Какой хороший левый нападающий удар. И, казалось бы, с очень сложной, да, вот ситуации. Но он рискнул. И угадал. Мгм. 6-4. Чернышков подает. Вот. Такая хитрая скидка, короткая, приносит очко. Да, и
Киселев не точно играл. Счет 5-7. 2 очка преимущества у пары в составе Чернышкова и Талызина. По партиям они выступают. И, конечно, сейчас нужно цепляться. Это последний шанс зацепиться и надеяться переломить ход игры. 6-7. Киселев подает. Ну и тут Талызин Да, ошибается. да, топ-спину не пошел. И счет сравнивается. Да, по 7 очков и подача Талызина. Обменялись прямыми атаками, но вот атака спортсменов в красных майках оказалась неточной. Итак, счет равный 8-8. Чернышков и Талызин продолжают стараться зацепиться за эту игру. Ух, как хитро сыграл-то, да? И у нас мяч в игре все еще. Какой интересный розыгрыш. Да. Молодцы, ребята. С большим удовольствием посмотрим повтор. Давайте наблюдать. Но тут, конечно, Чернышков очень тонко сыграл. Нет, Да. это Талызин был вот тут очень хорошо сыграл. И видим, сколько движения. Да? Ну, замечательно. Какой вот трудный мяч достал. Да. По-моему, Никита достал снизу. Буквально с пола достал. Да, хорошая атака, с которой Талызин не смог совладать. Давайте посмотрим. Да, очень сильная, хорошая атака. И у нас счет 9-9. Чернышков подает. Да, не точно. Вот, Не не точно. получается на подачу удар у Данила Талызина. Счет становится Критическим. 9-10, да. Мгм. В отсетке мяч уходит в аут. 10. По 10. 10. Игра будет на балансе. Ну и сейчас кто берет 2 пункта. Да, 2 очка Да. перевеса нужно. Да. Ну, давайте смотреть. Напряженная борьба в третьей партии. О, как срезал кто-то мяч. Да. Да. Неудачно. У Данила атаковал. не получается на подачу удар. Да, и по сути Мяч, по-моему, попал в ребро ракетки, поэтому на удобной высоте, да, по сути, мяч бил. улетел высоко в аут. И 11-10. 10-11. Итак, мяч в игре. Обмениваются соперники атаками. И 12-10. С таким счетом у нас побеждает пара в составе Максима Киселева и Никиты Ярушина. С чем мы и поздравляем. Ничего не смогли противопоставить. Да, во всех 3 партиях победу празднует у нас пара Максима Киселева и Никиты Ярушина. Но в любом случае и золотая медаль, и серебряная медаль у нас чемпионата Дальнего Востока, который проходит в Якутске в 3-й раз. Все равно вот 2 медали отправляются в Приморский край. Обе пары у нас представляют именно этот регион. И давайте еще раз напомним, что Максим Киселев и Никита Ярушин являются и победителями чемпионата России среди молодежи, также в парном мужском разряде. И в очередной успех они празднуют уже на чемпионате Дальнего Востока. Ну, смогли, да, вот Алексей Чернышков и Данил Талызин навязать борьбу вот в 3-й партии. Но, увы, старания оказались. Да, все-таки класс выше. Рейтинг выше. Сейчас у нас будет женский финал в одиночном разряде. Я коротко скажу результаты прошлогоднего чемпионата Дальнего Востока, который проходил в Уссурийске. Тогда, в прошлом году, чемпионкой Дальневосточного федерального округа стала Фомина Анастасия. 2-е место Кремер Алена. 3-е место поделились Княжкова Валентина и Ноздреватых Антонина. Вот прошлогодние.
Ну и у нас начинается представление участниц женского финала в одиночном разряде. Ну а мы продолжаем наслаждаться результативными действиями участников парного мужского разряда финала. Очень интересное зрелище нам продемонстрировали спортсмены. И мы сейчас ждем не менее напряженной борьбы и в женском одиночном разряде. Финал. По традиции, да, вот одиночные разряды, финалы в одиночных разрядах разыгрываются под конец соревнований, так сказать, десерт. Итак, встречаются у нас спортсменки Забайкальского края. Тут у нас две спортсменки представляют этот регион. И у нас Анастасия Фомина и Валентина Снежко будут играть. Обеих спортсменок мы уже видели ранее в первой игре нашего заключительного соревновательного дня. Они обе играли в паре и победили своих соперниц из Хабаровского края. И вот сейчас они, в любом случае, запишут очередные медали на этом чемпионате. Тут вопрос стоит у какой спортсменки какого отлива, да, какого достоинства будут медали. В любом случае, очень результативный чемпионат проводят обе спортсменки. И Анастасия, и Валентина, безусловно, могут записать себе в актив. Согласно правилам, судьи сначала проверяют инвентарь спортсменов. Ракетки должны быть надлежащего качества. И судить эту встречу будут опытные судьи, тоже судьи первой категории. Ведущий судья Максимова Анна, а судья-ассистент Иван Павлов из города Вилюйска. Ну и давайте отметим, перед началом этой игры Анастасия Фомина по телевизионной картинке будет находиться ближе к вам, дорогие телезрители. И, соответственно, напротив Анастасии Валентина Снежко. Она делает первую подачу. Хорошая атака. Фомина, Настя у нас выступает в желто-фиолетовой футболке, а Валентина Снежко в зеленой футболке. По одному очку разыграли. Соперницы из одной команды Забайкальского края, поэтому хорошо знают друг друга. Сильные и слабые стороны. Да, кстати, вот интересно, как это скажется вот на этой игре, с одной стороны, да, вот прекрасно знают возможности друг друга, и надеемся, что это не скажется в отрицательную сторону. Нет, они будут бороться до конца за золотую медаль чемпионата Дальнего Востока. Это очень большая ответственность. И, соответственно, обе спортсменки у нас полетят на чемпионат России, который состоится в конце февраля, в начале марта в Москве, в спортивном комплексе Чертаново. Как мы уже говорили, да, финалисты получают путевки. И обеих спортсменок мы увидим у них уже на главном старте страны. Путевки на руках. Да, путевки на руках. Решается вопрос, у кого какая медаль будет по итогам этого чемпионата. Пока же к этой цели, к цели завоевать право зайти на высшую ступень пьедестала, ближе Фомина. У девушек атакующий стиль игры. При любой возможности они начинают атаку. Да, при первой же возможности, да? Да, при малейшей возможности. Размашистые такие хлесткие атаки, что только радует, конечно, нас и, надеемся, вас, дорогие телезрители. Увеличивает преимущество в счете Анастасия. Мастер спорта. Мастер спорта России. Небольшая неточность, счет 8-3. Но очень активно, да, у нас сейчас развивается она событие. еще увеличивает свое преимущество в счете. Хороший топ-спин внешней стороны, и ничего не смогла противопоставить этой атаке. Снежко. Ну и у нас 3-10. Плюс 7 у Анастасии. И хорошо отвечает Валентина Снежко.
Удар по диагонали. Очень острый, быстрый. 10-4. И такая Ну, срезка получается. да. И победу в первой партии у нас празднует Анастасия Фомина. Счет 11-4. И по партиям у нас выходит вперед Анастасия. Обе спортсменки представляют Забайкальский край. У них уже есть медали. Это я отмечаю для тех телезрителей, которые, возможно, только, может, присоединились к нам, к нашей телетрансляции. Ранее вот Анастасия Фомина и Валентина Снежко в финале женского парного разряда со счетом 2-3 выиграли у представительниц Хабаровского края и стали обладательницами золотых наград. Ну и в замедленном действии видим, как у нас развивались события в дебютной партии финала женского одиночного разряда. Хороший такой розыгрыш. На низкой высоте, да, мяч вот Да. разыгрывается. И как она выполняет, вот нападающий правый топ-спин. Очень видно, очень хорошо Да. при повторе. Итак, по партиям 1-0 в пользу Фомино. И начинается у нас второй отрезок. По 1 баллу успели разыграть теннисистки. Хорошая атака правым топ-спином. Счет становится 2-1. Очень динамичная игра идет в этом финале. Как мы уже говорили, спортсменки прекрасно знают друг друга. Играют в одной паре, вместе тренируются, занимаются. И по итогам этого интересного противостояния у нас будут выявлены и победительница одиночного разряда, и, соответственно, спортсменка, которая зайдет на вторую ступень пьедестала почета. 3-3. Подает Снежко. И тут, да, не пошел топ-спин. Вторая ее подача. 3-4. Да. Опять ошибается Снежко. Неудачный отрезок в исполнении Валентины. Мгм. На своей подаче 2 балла она проиграла. Посмотрим, как своими подачами воспользуется Анастасия. Тоже хороший розыгрыш. Счет становится 5-6. И Снежко подает. Ну вот, да, пошло дело. Да. Если же вот недавно совсем не шли, да, вот эти атаки у Валентины, то сейчас это получается очень даже здорово. 6-6. Ух, такие размашистые атакующие удары в исполнении Анастасии, но вот последний удар оказался неточным. Ух, да. Да. Мяч пошел сильным вращением, поэтому Валентина при нападающем ударе ошиблась. Отдает очко. 7-7. В угол левый метила Валентина, но диагональная атака оказалась неточной. Итак, 7-8. Видела, конечно, Да. чувствовала, что мяч не попадет в стол. Да, вот это хорошая атака. Хорошая скидка получилась у Валентины Снежко. И Валентина выходит вперед. 8-9 счет в ее пользу. Еще одно очко зарабатывает. Да, и Валентина находится в Да, шаге от совсем того, немного осталось. чтобы сравнять счет по партиям. Посмотрим, что из этого получится. Ух, размашистую такую атаку планировала провести Валентина, но мяч угодил в сетку. Счет становится 10-9. Да, напряженная концовка сейчас будет. И преимущество в 2 балла сейчас нужно будет обеспечить спортсменкам, чтобы одержать победу во второй партии.
По партиям у нас счет 1-0. Впереди Анастасия. Напомню, ошибка. Исполнение Валентины, и Анастасия выходит вперед. 11-10, 10-11. Итак, Валентина подает. Ух, какими атаками-то обменялись спортсменки. По диагонали здорово. Очень хорошо подставила Валентина Снежкова. Хороший розыгрыш, но и в конце, конечно, не точно было Этот сыграно. прием называется перекрут. Девушки вот выполняли вот такой прием настольного тенниса и ошиблась при этом Валентина Снежкова, отдала очко. Сейчас ее подача. Да, вынудила Анастасия Валентину ошибиться в этом эпизоде. Со счетом 13-11 побеждает Анастасия. Она записывает в свой актив уже второй балл по партиям, 2-0 по партиям. И несколько, да, вот... Валентина как-то задумалась. Обескураженно выглядит Валентина. Сейчас, конечно, нужно собраться с мыслями. Да. Ну и Анастасии, конечно, тоже не следует расслабляться. Вот видим, думает Валентина. Что-то нужно изменить в тактике ведения игры. Да. Конечно, очень трудная стоит задача перед Валентиной. Вернуться в игру. Вернуться в том плане, чтобы записать, например, победу в этой партии, попытаться зацепиться, переломить ход игры. Не говорю, что невыполнимая задача, но, безусловно, очень трудная. Посмотрим, что у нас будет в третьей партии. И Валентина подает. Посмотрим на повторе. Вот внешний топ-спин был выполнен не совсем корректно, не совсем точно. Не успевает за мячом Валентина. Да, тут заставила побегать сначала вправо, потом влево. Хорошую геометрию атаки демонстрирует Анастасия. Э, 2-1 впереди Анастасия. Итак, Хороший блок поставила Валентина. Отразила очень сильный удар. Молодец. размашистая такая Да, атака. выстояла. Еще одно очко заработала. Ну, да, видим досаду, да, на лице Валентины. Не все идет так, как ей хотелось бы. И счет 4-3 при таком счете. Возобновляется у нас игра. Подача Анастасии. И тут уже не точно Анастасия у нас действует. И счет становится равным. 4-4. Да, раз за разом. Вот, Да, ошибается Валя. ну, не надо сильно расстраиваться. Нужно с таким же вот желанием продолжать цепляться. И какой хороший розыгрыш. Да, отличное нападение демонстрирует мастер спорта. Очень весело, кстати, идет у нас игра в этом финале, да? Динамично, Да. зрелищно. Обе спортсменки проповедуют атакующий стиль игры. И очень открытая такая, динамичная и, главное, зрелищная игра Да. проходит. 7-7. Ну, счет тому прямое доказательство. Тоже как в предыдущей, да, вот партии борьба у нас идет. Молодец. Хорошую подставку выполнила Валентина. И выходит вперед в счете. Ух, как Еще среагировала раз. Валентина. Давайте посмотрим на повторе. Вот мощнейшая атака, и как здорово. Как она успела подставить? Да. Моментально Молодец, среагировала, и очень здорово, конечно. Подставила ракетку, и видим то, что вот череда успехов Валентины как-то сказывается на Анастасии. Вот, Молодец, две собралась. ошибки. Собралась в этой партии, сумела Да. держать победу.
Со счетом 11-7. Мгм. Победу празднует в этой партии Валентина. Может, будет какой-то перелом в партии? Вполне может быть, да. Вот. Не исключается, во всяком случае. В конце партии Валентина очень здорово собралась мыслями. И вот это вот розыгрыш, да, в который вот она после мощнейшего топ-спина Да. как подставила это здорово ракетку. И вот тут уже, мне кажется, Анастасия уже занервничала. Но его Валентина как раз-таки вот все дела пошли в гору. И как итог, победа в партии, и Валентина сокращает отставание в счете по партиям 2-1. Начинается следующая партия, и мы видим, что в дебюте этого отрезка у Анастасии атака не проходит. Валентина подает. И вот очередной хороший такой розыгрыш демонстрирует спортсменки, и по итогам которого Валентина вот внешним топ-свином не попадает в столб. Ай-яй-яй, тут, конечно, да, в левый от себя угол нужно было направлять. Надо было рассчитать удар, потому что мяч шел с очень сильным верхним вращением. Технически очень хорошо исполненный удар у Валентины сейчас получился. Очень сильная прокрутка. Ай-яй-яй. Промахнулась по мячу Валентина. Счет 4-2 становится в пользу Анастасии. Но, как мы уже не раз отмечали, да, обе спортсменки прекрасно знают друг друга. Они играют в одной паре. Они уже являются золотыми медалистками нынешнего чемпионата Дальнего Востока. Они представляют одну команду, один регион, прекрасно знают возможности друг друга. И я думаю, очень принципиальная, конечно, может быть встреча. Вот интересно вот узнать бы личный счет. Ну, счет противостояния, в очном противостоянии. Кто чаще побеждает? Но все эти вопросы, конечно, идут на второй план. Сейчас победительница этого матча станет обладательницей золотой медали в женском одиночном разряде. Анастасия играет не совсем точный мяч, попадает в сетку, малого не хватило. Но счет в ее пользу подает Валентина. 3-7. Хорошая атака и... Отличный нападающий удар. Да. Ух, да, в противоход сыграла Анастасия. Да, тут уже мы видим на повторе, что Валентина смещалась уже вправо. Анастасия в самый-самый левый угол. От себя правый угол. А попала Анастасия. Молодец. Валентина. Итак, 9-4. Да, но тут уже нервишки. Начинает, видимо, сдавать. И Анастасия в шаге от победы. Да. Со счетом 11-4. Уступает партию Валентина. И уже это уже серьезная заявка на победу по мастеру спорта Анастасии Фоминой. Да, кстати, вот мы уже в начале вот говорили, да, если же парный разряд у нас играли 5 партий до 3 побед, то в одиночном у нас игра идет до 4 побед. И 7 партий до 4 побед. Да, забыл я об этом факте, чуть было уже не сказал, что вот победила Анастасия, но нет, поспешил. Пока счет, пока 3-1. Да, и видим, Валентина настраивалась, да, перед началом минувшей партии. Но очень интересное противостояние предлагают нашему вниманию представительницы Забайкальского края. И у нас начинается пятая партия. Тут у нас два варианта развития событий. Либо же Валентина сокращает отставание в счете, либо же Анастасия побеждает в этой игре. И посмотрим повтор. Хороший атакующий удар в исполнении Анастасии вынуждает неточно сыграть Валентину.
Вот видим, да, как же все-таки здорово атакует Анастасия. Такие размашистые такие топ-спины, хлесткие. Здорово атакует Анастасия. Ну, в атаке также хороша и Валентина. 2-2, счет равный. Но мне все-таки кажется, что у Анастасии вот атакующий удар посильнее будет, чем у Валентины. По моему скромному мнению. Да, конечно, класс мастера спорта, конечно, должно быть чуть-чуть выше. Итак, 4-2 Анастасия подает. Смотрим. Ух, как здорово тут на самом деле это вот сыграла, да, Валентина. Мощную прокрутку она задала, но... Да, внешней стороной ракетки очень здорово играет Валентина. Фомина Анастасия в прошлом году выступала в Суперлиге за команду Тюменской области. И эта команда по итогам 2019 года заняла первое место. Но мы по напомним, стране. что Суперлига — это сильнейший дивизион Да. российский. То есть это говорит о высочайшем уровне мастерства, конечно, спортсменки. Итак, 5-4. Ну, а преимущественно вот внешней стороной ракетки действует Валентина. Может, не всегда удачно получается, но сейчас она ведет в счете. Разница в 1 очко. Да, сокращает отставание в счете Анастасия. Молодец, Валентина. Да, 7-5. Вот ранее, да, вот мы видели, как Валентина в самый нужный момент собралась с мыслями и обеспечила себе преимущество там в 4 очка и вышла победительницей партии. То есть, безусловно, это говорит о том, что есть психология у этой спортсменки. Просто так она не сдается. Да. Сейчас острый контратакующий удар провела Фомина Настя. Да, но тут, конечно, очень трудно что-либо, да, противопоставить, да, вот этим мощнейшим атакам Анастасии. 7-8. Вот тут уже сама Фомина не совсем точно играет. И 9-7. Не идет дело у... Да, в этой партии Анастасия, как-то преимущество у Валентины, как мне кажется. Вот она доводит до логического Да. конца 5-ю партию, выиграет желанное очко. И по И, партиям да, 2-3. сокращает отставание в счете. 2-3. Да, достойно похвалы, конечно, Валентина. Она не бросила, да, вот бороться, цепляется, продолжает навязывать свою игру и, как итог, практически сравняла счет по партиям. Дорогие друзья, давайте не будем забывать о том, что спортсменки играют уже 4-й соревновательный день, учитывая то, что они выступают еще в нескольких разрядах. И сейчас вот как раз 5 партий уже сыграно. Конечно, я думаю, Да, что усталость... Достаточно большая нагрузка Да. для спортсменов. Ух, как здорово было сыграно. Да. Хороший розыгрыш. И вот как раз по телевизионной картинке очень здорово было. Ну, здорово видно. По 1 баллу. Хороший атакующий удар в исполнении Валентины. Ну, кажется, нашла, да, свою игру. Валентина. Да, у Очень нее хорошо у нее все много идут дела. начало получаться. Ну, сейчас она накаркали. ошибается, да. А сейчас не ошибается. 2-2. По партиям впереди у нас Анастасия. Счет 3-2. Но именно в этом отрезке у нас счет
равный, Хороший хотел ответный сказать. удар, да. Но Валентина выходит вперед. Отлично накрыла, вот мяч и отправила в дальний угол по вертикали. Уже совсем другое выражение лица у Валентины, если же вот в дебюте, да, вот мы видели, как она сидит, настраивается, выглядела несколько обескураженно, но сейчас уже чувствуется, что уверенность в взгляде. Огонек появился в глазах. Да, говорят же, вот, почувствовала вкус крови, да. Да. И вот, Сейчас она будет бороться до конца. безусловно, но неудачно было сыграно, и 5-3 счет становится, в 2 очка ведет Анастасия. И у нее подача. Ах, ну тут да. Да. Не совсем удачный отрезок проводит Валентина, если же ранее у нее наоборот как раз таки все получалось, то сейчас немного иначе дела обстоят. Но ошибается в свою очередь также Анастасия. Не докрутила угловой снаряд в этом эпизоде. И при счете 4-6 возобновляется игра. Ах, опять неточная атака в исполнении Валентины. Счет 4-7 и вторая подача. Снежко. Хорошая подача. Да, вынудила ошибиться. И счет 7-5. Подача Анастасии. Да. Чуть-чуть не успела подсадку сделать. Но тут, конечно, если прямая атака прошла бы, то тут Анастасии было бы очень тяжело сделать спасение. Да, вперед вырывается матч из спорта. Да, если Анастасия у нас... Очень хороший правый топ-спин. В исполнении Валентина приносит очко. Да, размашистый удар. И 6-9. Надо цепляться. Вот сейчас нужно собраться с мыслями и показать свой максимум. Ведь в случае победы Анастасии в этой партии, то Анастасия становится чемпионкой. Очень близко Анастасия к этой цели. Посмотрим, как завершится эта игра. Ох! Да, такое тоже бывает. Да. Анастасия не точно играет, мяч врезался. Очень высокий отскок мяча не позволил обработать мяч. Так, ну 10-7 и подача Анастасии. Всего одно очко Да. отделяет. В шаге от золота чемпионат Да. Дальнего Востока находится Анастасия. И да, и вот И так вот она ставит последнее точку. победное очко. Да, со счетом 11-7 победу в этой партии празднует Анастасия Фомина, мастер спорта России. И таким образом этот матч у нас завершается по партиям со счетом 4-2. Забайкальский финал завершается в пользу... Анастасия Фомина и в прошлом году тоже была победительницей чемпионата. И в этом году она повторила свой успех, стала чемпионкой Дальневосточного федерального округа в одиночном женском разряде. Ну, А Валентина Снежко тоже молодец. Она в прошлом году заняла 3-е место, а в этом году она завоевала серебряную медаль. Она еще молода, а это ученица 11 класса. Так что все Всё у нее впереди. Да, Анастасия Молодец. вот в прошлом году в Уссурийске, получается, зашла на высшую ступень пьедестала чемпионата Дальнего Востока. И в Якутске она повторила свой успех. Молодец. С чем мы ее поздравляем. Для Анастасии это в сегодняшнем дне уже вторая золотая медаль, кстати. Мы уже отмечали, да, то, что она как раз-таки с Валентиной Снежко вот, в женском парном разряде праздновала победу, в финале держав победу над представительницами Хабаровского края Антониной Голышевой и Евгенией Ветрик. Ну и также мы поздравляем, конечно же, и Валентину Снежко. У нее также очередная медаль в ее активе. Ну и, дорогие друзья, мы приступаем к просмотру самого интересного противостояния. Мужской одиночный разряд. Перед вами на площадку выходят Максим Киселев и Никита Ярушин. Оба спортсмена представляют Приморский край. Приветствуем Максима Киселева. И сейчас также приветствуем Никиту Ярушина. Два мастера спорта
оспорят золотую медаль чемпионата Дальневосточного федерального округа. Судейская бригада в составе Этих молодых людей мы видели ранее в финале мужского парного разряда. Максим Киселев и Никита Ярушин в 3 партиях обыграли Алексея Чернышкова и Данила Талызина, своих сокомандников. Ну и сейчас один из них станет обладателем очередной награды высшего достоинства. Очень сильно выступают спортсмены Приморского края на текущем чемпионате. И спортсмены готовятся начать эту встречу. Ну, давайте обратим внимание на сетку в мужском одиночном разряде. На экранах вы видите спортсменов. В красной футболке Никита Ярушин, а в темной футболке Максим Киселев. Да, Максим Киселев по телевизионной картинке будет ближе к вам, дорогие телезрители. Ну, обратимся к сетке, к турнирной сетке. Максим Киселев в полуфинале выиграл у мастера спорта из Салданского Улуса Василия Румянцева. Ранее на стадии 1/4 Максим оказался сильнее Василия Пак, представителя Сахалинской области. На стадии 1/8 Максим выиграл у Арсалана Тулонова, представителя Улан-Удэ. Ну а в самой первой встрече на этом чемпионате на стадии 1/16 Максим выиграл у еще одного представителя команды сборной Республики Саха-Якутия Владимира Кривошапкина. Что касается Никиты Ярушина. Никита Ярушин в полуфинале турнира выиграл у Алексея Чернышкова, прекрасно знакомого нам по сегодняшнему соревновательному дню молодому человеку. Еще ранее Никита Ярушин в четвертьфинале выиграл у Ивана Леонова из Сахалинской области. На стадии 1/8 Никита выиграл у Михаила Клобысова, подающего большие надежды теннисиста из Мегино-Кангаласского Улуса. Кстати, выпускника замечательного турнира «Надежды ТОП-10», который как раз-таки организует ежегодно Василий Трифонович Данилов. Но, пользуясь заминками, я думаю, мы еще вернемся к этому турниру. Ну и Никита Ярушин в стадии 1/16 выиграл у Максима Федорова, представителя также сборной команды Республики Саха-Якутия. Ну что ж, начинается у нас первая партия. И смотрите, сразу какой розыгрыш. Да, трудно обороняться. Сразу интересный розыгрыш. Спортсмены обменялись нападающими ударами. Максим защищался удачно. Ну, до поры до времени, да? Ну, конечно, тут тяжело было, тяжело. Потом балл разыграли спортсмены. Да. 2-1. Счет становится, и Максим подает. Заключительная игра чемпионата. И снова в атаке Ярушин. Раз за разом вот приходится, да, Киселеву вот свечкой возвращать мяч, а Ярушин атакует вот этими вот мощными Какая защита. ударами. Да. Вот сколько вот интересно было бы посчитать. И снова в игровую зону попадает. Ярушин еще. Ух ты! А как вам такое, дорогие друзья? Какой Это было интересно. мощный завершающий удар выполняет Максим Киселев. Да. Это просто удивительно. Вот столько вытерпел, да, вытерпел и сам тоже потрясающую атаку провел. Да. Да, очень интересно развиваются события в финале одиночного разряда среди мужчин. Ну тут да. Здорово, конечно. Ярушин атаковал, и 3-3. Подача Ярушина. Ошибается в атаке Никита. Отдает очко Максиму Киселеву. Киселев Максим пока впереди. Он в темной футболке. 4-3.
Хороший розыгрыш и вновь неточное действие Ярушина в атаке, которое приводит к тому, что счет становится 5-3 в пользу Максима. Итак, Максим подает. Хороший розыгрыш идет. Да. Как на разминке, да? Да, проходила очень игра. интересный перекрут. Да. Счет становится 7-3 в пользу Максима Киселева. Уже преимущество в 4 очка. Это серьезная заявка. Ну да, в плане атакующих действий у Никиты вот в последние моменты совсем дело не идет. Очередное неточное действие и счет 8-3. Так, но тут уже роль атакующего примерил. Да, Максим Киселев. атакует. А Никита защищается. А пока у Никиты все успешно получается. Ну и вот тут. Чуть не попал. Потрясающий розыгрыш. Да. Высочайший уровень мастерства демонстрируют спортсмены на радость собравшимся Да. любителям настольного тенниса и на радость вам, дорогие телезрители. Публики собралось сзади достаточно много, и они живо реагируют на хорошие розыгрыши, хлопают. Всем интересно. Да, тут помимо основных трибун у нас задействованы выдвижные трибуны. Ну, а в этой игре, в первой партии у нас с учетом 9-5 впереди Максим Киселев. А в атаке Никита Ярушин. Посмотрим, что из этого получится. О, Да, сначала в одну сторону, да, потом в другую. в другую, в правую диагональ. И Никита бросился, да, но не успел достать мяч. Тут тяжело было, конечно, дотянуться. Да. Все здорово сделал Никита. Да, тут скоротечный такой розыгрыш относительно этой игры, по итогам которого у нас очередной балл записывает Максим Киселев. Очередной хороший Да. розыгрыш. Завершается вот неточной атакой в исполнении Максима Киселева. Да, здорово, конечно. Никита вытащил мяч. Ух ты, какая атака! Мяч в игре все еще остается. Мяч в игре. Да, и Чуть не попал. я думаю, на повторе мы увидим, да, вот как внешней стороной ракетки, вот ударом внешне, вот, да. И как здорово поставил, Да. да, вот ракетку все-таки Максим Киселев. Никита не сдается. Пока счет 8-10. Он пока проигрывает. Ну, посмотрим, какая будет концовка. Вновь очень динамичный, хороший розыгрыш. Вот перекрут. Заканчивается победным очком Максима. И он выигрывает первую партию. Ведет в счете 1-0. Как я уже сказал, оба ребята, и Максим, и Никита, выступают в настоящее время за профессиональный французский клуб настольного тенниса Аржантан Бояр. Оба выступают вместе. Если взять рейтинги, то у Максима Киселева выше рейтинг. У него 1501, а у Никиты Ярушина 1316. Но, как говорится, здесь играют не рейтинги, а живые люди. В настольном теннисе всякое может быть. Смотря вот настойчивости, спортивного везения, настроя, воли к победе и разных других нюансов. Подает Никита. Да, стартует у нас вторая партия.
Очень хороший, хлесткий нападающий удар. И вторая подача Никиты. Да, 2 очка. Очень сложная подача у Никиты. Сложно принимать. Да, тут не удалось должным образом попасть по мячу. На своей подаче 2 очка записал Никита. Максим на своей подаче вот записал первый балл. И посмотрим, что будет дальше. Вторая подача Максима. И Никита в атаке. Очень Успешно. хорошая атака. Успешная атака у Никиты. Да, конечно, мастерски. Размашистый топ-спин. Затрудняется Максим принимать подачи, вот такие сложные подачи со сложным вращением. Ну и обратите внимание, что Никита играет левой рукой. Да, левша. Ну вот Василий Трифонович, вот, насколько вот бывает трудно вот правше играть против левши, насколько это меняет вот Это алгоритм определенные игры. трудности, потому что неудобно, короче, неудобно играть с левшой. Однозначно. но с одной стороны хороший мастер должен быть и готов играть как и с левшой, так и с правшой, да? Ну, это тоже. Но все же правши неудобно играть. С левшой неудобно играть. А с правшой можно играть. Да, но тем не менее по партиям у нас Максим ведет. Первую партию он выиграл, ну а сейчас Никита в 2 балла ведет во второй партии. И вот сейчас в атаке. О, Какой неудачный отскок мяча. да. В И самый это- угол попал. Да, в самый угол. На край стола попал мяч и отлетел. Нестандартно, поэтому Никита не смог принять. Да, и по доброй традиции, Да. да, как бывает в настольном теннисе, после такого попадания вот спортсмен извиняется. Делает Перед- жест такой. Да, перед соперником, мол, Ага. что Я это, не хотел, но так Да. получилось. это из таких традиций, да, вот обязательно на каждых соревнованиях можно это заметить. Ну и, конечно, Максим тоже принес свои извинения перед своим соперником. Ух, какая атака! И дотянулся все-таки Максим. И сейчас Никита будет атаковать. Высокая свеча, еще один мощнейший удар. Да, Да. Не смог попасть на другую половину стола Максим. Поэтому отдает очко. Вот такие бывают нападающие удары в настольном теннисе. ну, потрясающий розыгрыш. Раз за разом нам демонстрируют спортсмены. 7-5 в пользу Никиты Ярушина счет. Тоже хороший такой розыгрыш, смотрите. А, Тут, да. с левой стороны атака не получилась у Никиты. Отрыв сокращается. Всего 1 очко. Подает Никита Ярушин и вынуждает Да. ошибаться. Он чередует короткие подачи с быстрыми длинными подачами. И сейчас он... И тут же отдает очко. Да. Минимальная разница в счете. Вот сейчас, да, +2 снова у Никиты Ярушина и его подача. В принципе, все неплохо идет. Да, не смог Да. выполнить в какой ответственный момент. Ошибается Да, Никита. по сути, +2 еще и твоя подача. И в такой момент действительно очень досадно вот, Да. допустить такую ошибку. Но ничего, играем дальше, смотрим. Никита сейчас вновь атакует. Ах! Все-таки дотянулся Максим Киселев. Здорово защищается, стоит отметить, да, Максим? В игре мяч. Да. Но тут, несмотря на все умение Максима играть в обороне, да, все-таки Никита Ярушин записал свой актив, очередной балл. Да. Какая защита.
И нападение тоже хорошо. Это как нужно попасть по такому мячу, высокому мячу. Да, и Никита Ярушин в шаге от того, чтобы сравнять счет по партиям, но сейчас он балл отдает сопернику. Итак, 9-10 и подача Максима Киселева. Да, Молодец, Никита. Доводит до победы вторую партию. Вырывает буквально. да, по итогам очень интересного противостояния во второй партии. Со счетом 11-9 побеждает Никита Ярушин и сравнивает счет по партиям 1-1. Напоминаю, что в одиночном разряде у нас игра идет до 4 побед. Из 7 партий. Да. Ну и давайте смотреть в замедленном действии. Как же все-таки здорово действовали Ярушин и Киселев в минувшей партии. Да и в целом в этом матче. Вот отскок. Неудачный для Никиты. Да, в самый угол мяч угодил. Итак, начинается третья партия. По партиям у нас счет равный 1-1. Первое очко в третьем отрезке у нас записывает на свой счет Максим Киселев. И его подача. Никита Ярушин сравнивает счет. И сейчас он будет подавать. Переподать нужно будет. Хорошая атака, Да. но не точно. Но мяч задевает сетку и улетает в аут. Обидно. Ух, как здорово атакует Никита. Да, такой хлесткий и сильный удар Счет с становится левой 2-2. стороны. Еще раз смотрите. Вот Да. мощнейший удар. Хлесткий, резкий такой удар приносит второе очко. Тем временем счет становится уже 3-2. Максим Киселев впереди. Ну, раз на раз не приходится. Не всегда же будет получаться, да? На сей раз не получилось, и 2-4 подача Никиты. Досадная ошибка. Да, ошибается в приеме Максим. В атаке Никита. И справа, и слева, смотрите. О, Несколько заигрался, да, в атаке? да. Молодец, Никита. Здорово вот с обратной стороны Да. атакует Никита. Подача Максим. Короткий мяч хотел сыграть. Счет равный 5-5. Подача Никиты. Да. Подача была хорошая, но Максим был готов к этому. Он активно принял мяч. Итак, мяч в игре. Начинает атаковать Никита. Да. Не вынуждает Максима совершить. Косой мяч по диагонали. Очень коварный. Максим не смог достать. Равный счет. Ну вот агрессивно, да, играет вот Никита Ярушин. Сразу начинает наседать вот в плане атаки. Но видим, что не всегда это приводит к результативным действиям.
8-6 впереди Максим. Ну и Максим, в свою очередь, еще раз опять-таки, ошибается. да, на приеме ошибается. Очень равная борьба идет. 7-8. И вновь в атаке Никита. Защищается всеми силами Максим. В игре мяч. Мяч в игре. Да. Ну, как здорово все-таки вот Никита Да. Ярушин, да, вот сразу он начинает вот атаковать и заставлять вот отдаляться, да, своего соперника и вот этими мощнейшими атакующими ударами буквально душит своего соперника. 8-8. Ах, не точно. Да, неудачный прием у Никиты. В свою очередь уже Максим Да. не совсем точно играет, и счет 9-9. Какое равенство у нас, да? Да. Какая будет концовка По партиям этой 1-1. партии? Еще И неизвестно. в этой партии 9-9. Ну, и я думаю, вы, телезрители, прекрасно сами видите, какое у нас динамическое равновесие. И вновь Никита начинает раз за разом вот мощнейшими атаками пытаться записать свой актив очередное очко, но Максим пока справляется, да? Ах, ну тут да. Перехитрил. Никита Здорово. отправил мяч в незащищенный угол. Правый угол по диагонали. И Максим не успел. О, Ну вот да, сколько раз вот влево-влево, да, ну, получается Да. от себя-то вправо-вправо, и потом загнал уже... его налево, потом отправил мяч в правый угол. Да, не совсем точная атака, мяч уходит в аут и 10-10. Ну что ж, до преимущества в 2 балла мы идем. Первый балл, свой актив записывает Максим Киселев. Вынудил ошибиться он Никиту. И подает Никита. Как-то неуверенно действовал в данной ситуации Максим. Не смог обработать мяч. Да, неудачно подставил ракетку. Начинает вот форсировать события, да, Никита в привычной себе манере, Да. но ошибается. Никита ошибается. Надо было 11-12. добить этот мяч, но не получилось. Ладно, смотрим дальше. Да, и неточная атака в исполнении Максима Да. Киселева. Отыгрался Никита. По 12. Сравнивает счет. И спортсмены берут небольшую передышку. Вытереть пот нужно было обоим спортсменам. Но и тут, да, Максим Киселев не точно. Ну и такие паузы, тут скорее они больше нужны для того, чтобы вот просто остановиться, подышать, Да, подумать. да, вот, передохнуть. да, перевести дыхание, Да. нежели вот действительно вот вытереть пот. Ах, да. И со счетом 14-12 в этой партии победу празднует Никита Ярушин. Счет по партии у нас становится 2-1, и Никита выходит вперед. Очень интересное противостояние, согласитесь, дорогие друзья. В этих 3 партиях больше всего атакует Никита Ярушин, а Максим Киселев защищается. Да, Максим играет вот вторым номером, да, вот когда Да. начинает Никита вот сразу же форсировать вот события, вот, агрессивно атаковать. Но ему видели то, что Максим может так и обороняясь сам провести атаку Да. безупречную. И кидает такие высокие свечи, которые Никита с трудом ему удается гасить. Кстати, да, это действительно факт, который стоит отметить, да, не сразу же вот забивает, да, Никита. Да. Сколько свеч вот делает Максим, и вот не без труда, в общем.
Никита вот зарабатывает очки, вот агрессивно, настолько агрессивно атакует. Итак, четвертая партия. Впереди со счетом 1-0 Никита. Ух! Среагировал-то как Максим. Да, какая реакция у Максима Киселева. Мяч попал на край стола и был неудачный отскок, но он все равно принял мяч. Вот, да, как среагировал, да? Удивительная реакция. Просто кошачья реакция. Резко мяч направление поменял, еще на неудобной высоте, но все же Да. кистью-то как молниеносно. Среагировал мгновенно. Итак, Молодец. Максим подает. Ох ты. Как он меняет подачу. Пошла быстрая подача. Да, и мы Длинная. уже видели не раз, да, вот, что приносит результат. Вот. Такая ротация вариантов подачи. Ну и, конечно же, стремительно у нас развивается Вот в событие. таком мощном перекруте победителем выходит Никита. Выигрывает балл. Да, Молодец. Защищался Никита, потом перешел в наступление и удачно выиграл очко. да, вот направление игры вот хотел сменить Максим, но Никита приспособился к этому моментально и записал свой актив балл на сейчас. Никита ошибся, и счет у нас 3-4 подачи Максима Киселева. Начинает форсировать события Никита вновь. Он агрессивно атакует раз за разом. Вот какие размашистые удары наносит, но Максим до поры до времени успешно оборонялся. Да, чуть-чуть не попал. Квадрат стола. Итак, Никита подавал, и тут, да, Да. прямо вот в угол хотел сыграть Хотел одним Максим. ударом завершить атаку. Не получилось. И уже в 3 очка себе преимущество обеспечил Никита. Да, но тут, конечно, сложно что-либо сделать, когда настолько мощные атаки. Отправлять мяч с бешеной скоростью на твой край стола. Но вот сейчас ролями поменялись, да? Да, уже? атакует Максим. Антон Да, Никита всё-таки защищается. вот, меняет. И ох ты, это было здорово. Ах, ну это обидно, да, досадно. Вот Максим и направление атаки менял, и Да. высоту мяча менял, да, и в Да. итоге вот Мгм. Неудачный удар. Потерял очко. Ладно. ну и, конечно, стоит отметить вот старания Никиты, да, выдержал. Дождался ошибки, как говорится. Мгм. Так, у нас сейчас становится 4-8 по партиям впереди. Никита Ярушин 2-1. Мгм. Он же подает. Смотрим. Мяч улетает в аут. Счет становится 8-5. И вторая подача Никиты. И тут все очень ошибается Максим, да, при приеме. Мгм. Мяч переходит к Максиму Киселеву. 5-9. Да, неточная атака в исполнении Никиты. И Максим сокращает отставание в счете. 6-9. И вторая подача Киселева. О, Да. опять мяч в ауте. Очень интересно видеть Максима Киселева в нападении. И вот подставками, да, вот как Никита отбивался. О, неудачно принял подачу. И 10-7. Ух ты! Как казалось бы, да? Мне показалось, что в угол, что ли. да, Попал, мяч но нет. чуть-чуть не попал. Принял решение рискнуть.
Да. Но, к сожалению, получилось Удар неточно. был хороший, но не точный. Со счетом 11-7 Никита Ярушин побеждает в этой партии. И он очень близок к тому, чтобы стать чемпионом Дальнего Востока в одиночном мужском разряде. Счет по партиям у нас становится 3-1 в его пользу. Вот какие все-таки потрясающие розыгрыши, да, вот демонстрируют нам Да, очень спортсмены. интересно наблюдать за игрой больших мастеров. Итак, Ведущий судья Виктор Максимов начинает какую пятую партию. Счет пока 3-1 в пользу Никиты Ярушина. да, и Максиму Киселеву нужно всеми правдами и неправдами вот, цепляться за победу в этой партии. В атаке Максим. Да, вот это, ну посмотрите, потрясающе. Потрясающий Тут розыгрыш. просто остается только похлопать. Это какой-то цирк. Какой-то цирковой трюк продемонстрировал Никита Ярушин, когда он принимал мяч. Мощнейший удар от Максима. Да, и, конечно, учитывал наверняка Максим, да, то, что играет сильно по диагонали влево, а Никита-то у нас левша. Да. Ракетка находится в неудобной позиции, но все было сыграно безупречно. И, кстати, вот когда вот мощные атаки проводит Максим Киселев, он более вариативен, чем Никита. Он Да. меняет и направление, и длину атаки. Потрясающее зрелище, конечно. Да. Ну и у нас 3-2 в этой партии в пользу Максима Киселева, который сейчас вот очередную серию атак проводит. Да, пока вот такие мощные топ-спины. Да. Вот сколько раз диагональ, диагональ и прямая атака. Нападал, и последний удар получился неточным у Максима Киселева. Мяч ушел в аут. Отличную Да, игру, досадно. да, демонстрируют ребята. Любо-дорого смотреть, наблюдать, переживать. Отличная игра. И таким образом у нас равновесие пока что в этой партии. 3-3. Напоминаем. Ну и напоминаем, что это финальная игра. На кону золотая медаль чемпионата Дальнего Востока в одиночном мужском разряде. Но отметим также, что оба спортсмена уже имеют на руках путевки в чемпионат России, который пройдет в конце февраля в Москве в спортивном комплексе Чертаново. В одиночном разряде финалисты у нас квалифицируются на главный старт сезона. О, вот какую колоссальную энергию тратят спортсмены, да? Вот мы видим, смотрим, наблюдаем. Колоссальная энергия тратится. Да, очень продолжается у нас равная борьба. Вот 4. Очко в Опять. очко идет Да. борьба. Не точно Никита действует. Сейчас становится 6-4. Максим Киселев записывает в свой актив очередной балл и подача Никиты Ярушина. Вынудил ошибиться. Сейчас становится 8-4, уже 4 очка преимущества у Максима Киселева в этой партии. Нацелен, конечно же, Максим цепляться за эту игру, попытаться переломить ход
Сейчас Никита в атаке, да, ошибся. Неудачная компенсатор. атака опять. Счет становится 9-4. Да. Говорю, серьезная заявка на успех. Ну, Какая мастерски, остроумная скидка у Максима Киселева. Мяч буквально за сеткой приземлился. И Никита не успел. Да. Ну как все-таки здорово вот чувствует, да, вот Максим Киселев. Чтобы так играть, нужно чувство тайминга. Да. С этим, как мы видим, у Максима все в порядке. Так, ну Никита Ярушин вот включился активно в борьбу. Он продолжает сокращать отставание в счете. Так, ну что ж, Максим в шаге от того, чтобы одержать победу в этой партии, но Но Никита Никита не сдается. Да, Никита продолжает. Набирать очки. Да, раз за разом сокращать отставание в счете. Еще одно очко. Да. В сетку мячик угодил и потом уже отправился в аут. Ну, солидное преимущество было у Максима Киселева вот буквально минуту назад, да? Сейчас уже отставание в счете Отличный становится удар. минимальным. Да. 9-10. Ну, Это каков опасно. Никита? Это опасно для Максима. Он-то хотел завершить партию. По И сути, берет тут, тайм-аут. Да, тут надо, я думаю, обоим спортсменам, да, вот Да. собраться с мыслями. Отдышаться. Никита Ярушин, вот какую серию провел, да, вот здоровскую. Да он же проигрывал. Да, вот сократил такое серьезное отставание в счете. До минимума свел вот лидерство Максима Киселева. Ну, Максиму, да, с одной стороны, можно сказать, не хватало совсем малого. Вот в сетку несколько раз попадал. Ну и сейчас победу в этой партии одержит тот, у которого Крепче нервы. да, крепче нервы. И в плане психологии, вот стойкости дела обстоят лучше. Но давайте смотреть. Интересная развязка. Так, кто подает? 9-10. Так, Никита Ярушин будет подавать. Итак, подача Никиты Ярушина. 9-10 в пользу Киселева. И ошибается Никита. Сдает партию. Да, со счетом 11-9 побеждает Максим Киселев. И счет по партиям у нас становится 2-3. Сократил отставание в счете Максим. Интересная развязка нас с вами все-таки ждет. Ну и давайте еще раз наслаждаться этими розыгрышами. Действительно, мы уже отмечали, да, вот вариативность атакующих действий Максима. Да, пока спортсмены отдыхают, я хочу рассказать об одном участнике данного чемпионата. Да? Ему 13 лет. Он представляет сборную команду Республики Бурятия. Его зовут Раднаев Баир. Он ученик 8 класса школы номер 65 города Улан-Удэ. Имеет первый спортивный разряд. Он очень удачно выступил на этом чемпионате Дальнего Востока и сотворил маленькую сенсацию. В одиночном разряде он занял 5-е место. Одно из главных открытий чемпионата. Одолел нескольких мастеров спорта. Юноша И- восьмиклассник. Да, 8 класс. Да, вот очень интересная, конечно, эта история, да, в столь юном возрасте. Не просто вот приехать, принять участие на чемпионате, на соревнованиях такого высокого масштаба. Не просто Да. выступить, а еще как выступить, занять Да. 5-е место. Это впечатляющий. То в том результат. числе он выиграл у мастера спорта Михаила Батулева со счетом 4-0. Сухую, да? Да. Все в 4 партиях. Выиграл также у нашего мастера Сергея Ли со счетом 4-2. И сегодня он дал настоящий бой мастеру спорта. Чернышкову Алексею.
Проиграл с счетом 3-4. В упорнейшей борьбе получается. Да. Да, Чернышкова Алексея, которого мы увидели ранее. Ну а у нас шестая по счету партия в финале одиночного мужского разряда. И у нас 3-3. Опять-таки вровень у нас идет игра. Ошибается Максим. Никита Ярушин записывает Да. на свой счет очередной балл. Счет 4-3 в его пользу. И подает Максим Киселев. Серия атак в исполнении Никиты Ярушина. Это такие вот потрясающие просто свечки в исполнении Максима. Но да. Чуть-чуть не попал. Какие высокие свечи. Да, 5-3. Да. И достать трудно. Высоко идет мяч. А тем более забить. Срезался мяч. 6-3 счет становится. 3 очка преимущества и плюс подача у Никиты. Ну, вот Максим начинает атаковать. Ух, как здорово. Да. Ну, Провел мастерски, обманный мастерски. удар. Небольшую скидку. Очень тонко, да? Да, очень тонко. Оп, Обманул. движение-то соперника. какое. Но с другой стороны, где тонко, там и рвется. Да. Но мастерство Максима не подвело в этом эпизоде. Так, ну и счет 5-6. И подача Максима. Да, не точно было сыграно. Счет становится 7-5. И подача переходит к Никите Ярушину. Вот, Хорошая подача. Вот это сложная подача. И Максим затрудняется принимать вот такую подачу. Сложную, с сложным вращением подачи. Серия атак Никиты Ярушина. И заметьте, вот какое вращение, да, придает мячу Максим. Но все же не получилось попасть в край стола. И Ярушин записывает еще на одно очко. И счет Да. уже преимущество серьезное, солидное. 5-10. Подача Максима. И в шаге Никита Ярушин от золотой медали чемпионата Дальнего Востока. И вот сейчас в атаке. Ну вот смотрите. Вылез за пределы. Да, ну потрясающее ребята. зрелище нам подарили ребята, действительно. И со счетом 11-5 в решающей партии победу празднует Никита Ярушин. И со счетом 4-2 он побеждает в этом матче. Поздравляем мы Никиту Ярушина с этим успехом. Потрясающую игру они там продемонстрировали. Вот мы выявили последнего победителя по номинациям чемпионата Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Победителем в личном зачете стал Никита Ярушин, представитель сборной команды Приморского края. Вторым призером стал также представитель Приморского края Максим Киселев,
А третьими призерами стали Иван Леонов из Сахалинской области, а также Алексей Чернышков, а также из сборной команды Приморского края. Таким образом, выявили всех победителей и призеров по всем 7 номинациям чемпионата Дальневосточного федерального округа. Вашему вниманию предлагается интервью с чемпионом Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди мужчин в одиночном разряде с мастером спорта России Никитой Ярушиным. Он представляет, как я уже сказал, сборную команду Приморского края. Итак, дорогие друзья, рядом с нами Никита Ярушин, который вот буквально пару минут назад выиграл чемпионат Дальнего Востока в одиночном разряде, победив своего сокомандника. Итак, Никита, поздравляем тебя с этим успехом. Спасибо большое. И вообще впечатление об этой игре и каково было противостоять вот сопернику, который вот прекрасно тебе знаком. Ну, всегда сложно играть против своих же напарников, потому что мы с Максимом и живем вместе, и тренируемся вместе уже лет 7. Поэтому между собой всегда тяжело играть, потому что знаем друг друга как, можно сказать, как братья, друг друга знаем. Наизусть друг друга знаем, поэтому тяжело играть всегда между собой. Ну, а Никита, что можешь сказать об общем уровне вот чемпионата, каков состав и вообще каким получился, насколько тернистым получился путь до финальной игры? Путь до финальной игры был сложный. И в полуфинале 4-2 тоже я играл со своим сокомандником. Еле как выиграл, было тяжело играть эмоционально, потому что мы играли игру за выход в финал. Это была игра за выход на Россию, можно сказать. Мы боролись за путевку на Россию, поэтому это было очень тяжело. И до этого в четвертьфинале тоже, когда я играл, я проигрывал по счету 0-1, потом удалось переломить. Играл против Леонова, было тяжело тоже. А что можете сказать насчет вот уровня организации? Да, вот Якутск принимает чемпионат Дальнего Востока уже 3-й раз в своей истории. Что можете сказать вот про организацию соревнований и про якутских спортсменов? Я вообще впечатлен. Первый раз в Якутске и вообще впечатлен, потому что столько много болельщиков, такая организация такая сильная. Прямой эфир идет по телевидению. Просто супер вообще. Насчет игроков якутских тоже все на уровне. Мы с ними играли, нам удалось выиграть 3-2 в финале в командах. Было тяжело, 3-2 мы выиграли. Я вообще удивлен, очень сильно приятно удивлен, то, что столько много болельщиков, такая организация на уровне, на очень высоком. Ну и уже до финала у тебя уже была путевка, да, получается, на руках на чемпионат России, который пройдет в конце февраля в Москве в спортивном комплексе Чертаново. Какие планы вот в этот промежуток? Сейчас я уезжаю к себе, я живу и тренируюсь во Франции. Сейчас я уезжаю туда на месяц, буду подготавливаться к чемпионату России, потому что это самый важный старт в сезоне, получается, чемпионат России, потому что оттуда можно отобраться в сборную России. Поэтому сейчас весь месяц буду готовиться, тренироваться только и все. Ну, команда Приморского края традиционно очень сильно выступила на чемпионате Дальнего Востока. Вообще, а внутри команды вот тренерский штаб и вообще твои напарники, вот как оценивают выступление в целом? В целом удовлетворительно. У нас была задача отобраться на Россию, мы ее выполнили, поэтому все хорошо. Хорошо, это был Никита Ярушин, победитель, обладатель нескольких медалей чемпионата Дальнего Востока. Большое спасибо тебе за уделенное время, за их хорошую игру. Желаем удачи на следующих стартах. Спасибо большое. Мы сейчас послушали интервью чемпиона среди мужчин Никиты Ярушина. Извините. Дорогие друзья, вернулся я на комментаторскую позицию, пообщался с Никитой Ярушиным. Очень в общении мне показался, да, очень таким позитивным, да. Очень открытым, молодой да, человек. простым молодым человеком. Вот мы видим сейчас, вот как он продолжает общаться. Он отметил, да, то, что уровнем организации остался очень доволен, впечатлен тем, что вот как
люди действительно приходят, смотрят настольный теннис и проводится и прямая трансляция. Ну, то есть отношение именно к этому виду спорта в нашем регионе он остался очень доволен. Сам парень улыбается, мы видим, как он. Мгм. Вчера я с ним тоже разговаривал, он тоже очень хорошо отзывался об организации вот данного турнира, вообще об обстановке на турнире, здание отвечает всем требованиям, скажем, проведения вот столь высокого турнира. И самое главное, он сказал, что холодно. Кстати, да, вот как раз в эти дни похолодало. Да, я, говорит, боюсь холода, поэтому не выхожу на улицу, все время в здании нахожусь. А я спросил у него, что во Франции морозов нету, что ли? Он говорит, у нас там морозов почти нету. Снег выпадает только один раз в году и сразу тает. Да, и вот когда Никита, да, триумфатор одиночного мужского разряда, вот делился планами относительно вот, ну, стартов, да, которые будут до чемпионата России, будет, как мы услышали, он будет готовиться в рамках вот именно французского чемпионата Франции. Вот, как мы уже говорили, да, выступает он там вместе с своим сокомандником Максимом. Действительно очень... Да, многие вот наши ведущие спортсмены России, да, они выступают, оказывается, во французских клубах. Члены сборной команды Полина Михайлова, Яна Носкова, Кирилл Скачков, Гадиев, Гусева, да, они все выступают во французских клубах, оказывается. Я об этом раньше не знал. Вот, когда вот прочитал про Никиту Ярушина и его друга Максима Киселева, вот узнал в интернете, что там они выступают. Но, тем не менее, вот недавно проводились в Португалии соревнования отборочные на Олимпийские игры в Токио, да. К сожалению, вот наша сборная команда женщин России проиграла сборной Франции как раз со счетом, да, со счетом 1-3. Да, вот, к сожалению, и мужская команда, и женская команда на отборочных соревнованиях в Португалии не смогли квалифицироваться на Олимпиаду. И таким образом в Токио российские теннисисты не полетят. Участвовать не будут. Ну, может, полетят, да, как в качестве туристов, но, к сожалению, не в качестве... В качестве туристов можно, а в качестве участников уже нет. Да, потому что и мужская сборная также проиграла свою решающую встречу команде номер 4 мировой классификации, команде Южной Кореи со счетом 0-3. Ну да. Ну, не будем о плохом, да, все-таки действительно озвучили эту информацию. Вот позавчера соревнования в Португалии завершились. Что касается нашего чемпионата Дальнего Востока, ну что ж, можем сказать, да, сейчас уже подводить итоги. Успешно отгремели соревнования, а именно чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Уже в 3-й раз Якутск принимает эти соревнования, и мы можем сказать, что в 3-й раз Якутск успешно справился с задачей организации и проведения на высоком уровне столь значимых для российского тенниса соревнований. В 2018 году в последний раз чемпионат Дальнего Востока проходил в Якутске, также в зале Дворца спорта 50 лет Победы. До этого вот впервые в 2013 году Якутск принимал. И мы уже в начале нашего репортажа говорили о том, что Якутск первым принял соревнования, вот помимо Владивостока, да, извиняюсь. И вот после этого как раз-таки другие города тоже начали просить, да, право проведения, и чемпионат Дальнего Востока стал у нас ездить по разным городам. География уже начала расширяться. Потом проводил Хабаровск, Уссурийск, Южно-Сахалинск, потом опять Якутск. Так что в этом плане я считаю, что настольный теннис только должен выиграть. Конечно, безусловно. Ну что ж, мы сегодня увидели 4 замечательных противостояния. И давайте мы пока ждем награждения. Давайте обратимся к матчам, да? Вспомним, какие же сегодня у нас игры прошли. Начали мы наш эфир с просмотра финального матча женского парного разряда, где встретились у нас представительницы Хабаровского края Антонина Гаушева, Евгения Ветрик. И против них играли у нас Анастасия Фомина и Валентина Снежкова, представляющие Забайкальский край, и как раз-таки вот представительницы Забайкальского края со счетом 3-2 в упорной борьбе победили своих соперниц и стали обладательницами золотых медалей в этом разряде. Далее мы приступили к просмотру мужского парного разряда, и там у нас встретились как раз-таки опять Никита Ярушин и Максим Киселев. Они играли в одной паре.
И их соперниками были Алексей Чернышков и Данил Талызин, представляющий также Приморский край. Вот. Очень сильно все-таки выступают представители этого региона на чемпионате. Но в этой встрече со счетом 3-0 победу праздновала пара в составе Максима Киселева и Никиты Ярушина. После просмотра парных разрядов мы приступили к одиночным разрядам. И у нас первыми оспаривать награду высшего достоинства вышли представительницы Забайкальского края. Анастасия Фомина и Валентина Снежко. Очень интересное противостояние они также продемонстрировали собравшимся любителям настольного тенниса во Дворце спорта 50 лет Победы. Ну и, конечно, вам, дорогие телезрители национальной вещательной компании «Саха». Анастасия Фомина в итоге со счетом 4-2 выиграла. Тут отметим то, что у нас парные разряды. У нас игры проходили в 5 партиях до 3 побед. Что касается одиночных разрядов, то тут игра проходила в 7 партиях до 4 побед. Ну и в итоге Анастасия Фомина 4 партии взяла и выиграла золото турнира. Ну и напоследок мы посмотрели замечательный финал. Ну, думаю, все телезрители согласятся с тем, что самая зрелищная игра все-таки у нас получилась, да, как и ожидалось. Это мужской одиночный разряд. Встречались Максим Киселев и Никита Ярушин, чье выступление мы видели ранее в составе пар. Ну и тоже по итогам замечательного противостояния, очень интересного действия, победу праздновал у нас со счетом 4-2 Никита Ярушин. Поздравляем мы спортсменов, которые стали призерами и победителями. Ну, а что касается медалей, да, Я считаю, как раз медали, завоеванные спортсмены нашей команды. В итоге у нас получается какая картина? Наши спортсмены завоевали 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Имеется в виду командное 2-е место среди мужских команд, командное 2-е место среди женских команд, общекомандные итоги, да? Там 2 серебра. Кроме того, у нас серебряные медали завоевала смешанная пара Сергей Ли и Тихонова Ольга. Серебро. А также Ольга Тихонова завоевала бронзовую медаль в женском одиночном разряде. Это бронзовая медаль. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль и среди в женском парном разряде, выступая с Галиной Лешко. Вот тогда у нас в активе 3 серебряные и 2 бронзовые медали. К сожалению, наши мужчины в этом году они лишились медали вообще в одиночном разряде. Дело в том, что наш лидер Василий Румянцев проиграл решающую встречу, а также наш 2-й лидер Нюргун Сабарайкин, он не принял участие в этом чемпионате. Да, ну и 5 медалей, и, к сожалению, нет путевок на чемпионат России. Ну что ж, дорогие друзья, мы видели замечательное действие в 4 актах, скажем так. Я надеюсь, что вам это понравилось. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей трансляции подходит к концу, и на этом мы с вами попрощаемся. Итак, с вами чемпионат Дальнего Востока по настольному теннису смотрели мы, я Власий Сергеев, а также ветеран спорта, наш бессменный эксперт в настольном теннисе Василий Трифонович Данилов. Дорогие друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире. До свидания. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33 13 28. Аптека «Планета здоровья» в Якутске. Низкие цены, выгодные предложения каждый день. Ждем вас на проспекте Ленина, 23, в аптеке «Планета здоровья». Мы работаем круглосуточно.
Олимп Мебель приглашает за подарками. Вас ждет огромный выбор мебели с новогодними скидками до 30%. У нас вы всегда подберете мебель себе по карману. Олимп Мебель. Подарите вашим близким всю палитру звуков. Современные и качественные слуховые аппараты в центре «Аудиослух». Телефон 72 71 92. В магазине «Морозко» скидки до 6000 рублей с пары. Унты «Морозко» согреют вас в суровой якутской зимой. «Морозко» – качество, проверенное временем. Единственный магазин в торговом центре «Вавилон». «Морозко» – сказка наяву. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Для получения аттестата необходимо сдать 2 обязательных экзамена – русский язык и математику. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, что могу сделать мир лучше. Пускай это не что-то масштабное, возможно, этого даже никто не заметит. Но для кого-то это ощутимая помощь. Магазин «Унты здесь» предлагает унты в кредит и рассрочку. Ждем вас по адресу улица Рдзинского, 24/6. Рынок Монетах. Телефон для справок 43 20 12. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи! HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Строительная компания «Высота» предлагает квартиры с ремонтом на пересечении улиц Бекетова-Лонгинова. А при заключении договора долевого участия вы получите в подарок сервис справки по телефону 744 556. Бери генеральный партнера Сахар Республикатын тетан кайыстыбатын министерствете. НВК Саха Сунтардағы филиал. Тәнкеға. Абағы балағанығара. Алталы сұлумақ кіргіттар онна уалаттар. Екі хамандаға арықсан айылға онна кеге ез жеңен арыяр тұргутуларын ағықтара. Сәтті күн ұстада. Үлчаттар ағас қаллананығыр оларын бәйбәйінігітті көн көрсі өқтара. Ким кықтағын, ким ордығын, ән көрәтші, көтіппәкке кәтәнкі. Николай Уваров, Сунтар. Мария Григорьева, Сунтар, Бюличан. Иван Семенов, Сунтар. Просковья Лукина, Сунтар, Тойдах. Константин Михайлов, Уссурийский город. Айталина Лукина, Сунтар, Тойдах. Владислав Федоров, Амма. Марина Максимова, Сунтар, Джархан. Виталий Черных, Кангалас. Людмила Петрова, Сунтар, Хоро. Дмитрий Ефремов, Тата. Саргалана Иванова, Сунтар, Илимни. Сетті күн, абаға балағана. Реалити шоу. Аспыт бериге үтчаттар ыл буоларга же уоттеринерге төһө белемнәхтере өтө көстүбүтэ. Илимнир кыха саргылаана эхете өлбүтүн истен бары да коргутан кутурганнах күн аспыта. Кыспыт устук бахарыныны ылынан бырайякка салгы кыттабын дет мектетылын этте. Оны тахынан устар бөлөгү кытта кыттаачылар тыл-тылга кирсибекке ахагас кепсети түмүгер син өйдөстүбүт.
Өтө өмі күннен күнді көк экраны көрөтчүлөр. Эхеги Сунтар телевидениятын сетте күн абағы балағына реалити шоуны көрөгөт. Бәғәһә кыттачылар быт астары бүтен күчүмәгәдер тақсартылар. Ол дәһин ала түйін тәриячіні ыңыранлан, қартылан, повидлы кытта хүйтердім. Ол гынан баран бір хүйіләқпен. Ол күрді бүгін баня мен бағанабын толыр оқтақ. Онтон бәғәһәңі күні кылгасты кәпсир боллаққа кыттатчылар өттілерден ұйтатчыларға қағыз сығын өскәді. Ол туғынан кылгастық бұл береге әме ұрытық бұд. Биги проектпыт бир сыла истинеени угуннары ону тобулар сылтан тугу толкуйдааппытын бу бериге көрүң. Абағы балағаныгар үхіс күн, сарсырда 9 часка бәлем болуқтақ жоммут, саңа туран укусакы көрүү суыну тараны. Үтүү күнүнен бүгүн эхиге бу лагыргытыттан тақсары жоллақ күн үтүүне онын биги хаты бөхөлек кетиен кини таскестүүтүн көрүөкпүт ол кенниттен мотор каннан өрүснүңө туаран оттуу бара битсеп онтон же биги 9 часке белем боларын дейппит жоммут келбиппит одойдаганы утуян хаңа турбуттар хороктор сууна бара дихеллер каахы огуста жылар ототого оннугун бүгүн ыйталахыакпыт онна эне койтургут сыйха диен этебинсеп онто билигин мира эхияка туохнаадаттын быхарам берияга. Бүгін олыс ити куяс күнүмүт олихин бастакы очара тугу бергехагатын бары ыллыгыт кетехтаккыт онна кумарым нах полакытна кумарым гитен ылын онна үлелир перчатка онна үлелир таңас футболка атын бары кеттибит онтон билигин хаты тенкедекки хамабыт олихин чепчики хогустук. Нахал бәхәке елымаң, кыргыттар обязательно купальник кыттынылың, итче өрісті әхіргеті бітче өтелі өкпіт. Дәрі құмын оққайын. Кыргыттар. Бүгүнкү күндөн той күйтагат. Ото күстө өлө. Бу куярдар өйдөрүнөн ханаларынан от үлетигер белемнен баран хеллер оннотон эни Костя оттон көр бүтүңдү. Краджан. Эдержан. Отужудum. Aha. Otkime keli banyak. Banyak. Otoksorton halaganda kayda sürak bolu diye hamigini. Dolgu ya. Dedim. Ha, hoqpa. Çepşiken ya da. Ki hatırın ki hatır taht. Aha, diye hamiginde. Açana hatava polakını bileyim baran öğrenir bollandı. Сразу bu. Отеже ел боларга белемнах коля бит настрой кайдагы кыйга хотуга эрел барды. Настрой şey bu da. Хотуга эрел бар. Aha. Atın ne be en igil bitinge. Onu fotoğraflarını bugün. Ve bir tarafta tuğanlar bu kadar. Kastaniyese. Tenkene hilege çöpçü kasıllaka törüttenmetin tuğunan bir de dökümöne tihillen kalbatak. Aray tıhınca ağız süy sürbekki sıllağı peripihinen sette hüzkihi tölbelen olura sılcıbıta biller. Otçolar goy bülü ebenden tahağaz kelen tarğanar sire boğulan John Serge oluqsuyer ete. Otton kelini sıllarga oskola sabıldığıttan biligin süz tiyordonca nehilenyeler. Töhüda kihitin aksana ağıyabıtın ihin sana diye uot tutullar, qohongu qohullar kepsenge kepsener kere ayılgalak, ıras salgınnak bolan sayının sınjana keletçi elbek.
Олар үтү хасарданнан, оннатан бу эһиги хасардаттан турадатан хаты хаман хереккелер балтара километр келбиккинен агадда, онната бягатлагар гыттан тен ханга деревина кидде хаттыбатта. Хеп онната бу деревине ол бедер тенке нехилеген кинеhe биги аттыбытыр тура окурдук Николай Иванович Попов кинеhe нехилек историятын оннатан атта холлах жоннор туунан ихитнери бу нехилек туунан жаргыран тыынан олорун. Агуксумана тега айстыбытынан жаргыралла. Нах сүйі ғылғы, үсүйд бәстен ақтақпыт, үсүйстен тақа ғылғылақпыт. Үксі манны білі астақ, отта астақ, әйті, астақ жанлар. Төл білән оларылар. Көргі білірі манна ағата оны бейті түрі бітірі, біліргі полу, әпіл дайман түрітті әтчіті, алмаз кірғылыры. Улахан үйді кейбі бұл, оны біліңі Бөдір Степанович Федоров Apple Diamond генеральный директорын билерге болу, эми манта түрүттәк. Кенети бюгун Ленинградка отторун агалан бронзовый бюгун туруттар бита. Быйыл эти музейин же аңарлы типтак ремонтун урактак бит. Нехилек усториятын кытта билсен баран тияқтақ сирбетигер аяммытын тутабыт. Бүлүү эбени уңуардан оторус тен оттур сирге тиен келлибит. Жара олар хаты хаман бүлөрү өксөйөн биги туста хербитер келлибит. Онутун бу хир кайнан Байбал Игнатьевтен болар. Бу тенкен хелеген бир тутак кехите, хылгыта, онута ветеринария улелир хамныр буту кайсыты хайнар хаджырки болар. Хеп онтон кахайка кени кергене Светлана Игнатьева болар. Онута бу хир туунан эхияка кылгасты кехитнери төһө кайсталактарын, онутун буту кайсытан кайда хайнарын ротыжа. История кәрәһилнәртә манна булыргыта оторус дигән удаган жактар олып биткән историялар. Onun ballarına öteki herif boların büyütnötte manna ulahanlık bile aydarın kuydarın bol bakka seri tomu tutuhan hakalı manna seri tomu ahatamı bihige onatta halakka amasan bu jeti tutunu pıppıt onu hitaran kotarottan bihige öte bulamı jiginen ken toyakanı manna onatta halakka mingergani mottan ipu kıfı khaterinen manna kara onları halgıttan halak ballarına birigin biyon hılgılakpıt. Onu tahanın ballarına qayısıvağa bu ebi kananları tığhirin kımma tüttülere kini haberenler bilgin ağvanca hılgın korunisten olurabıt. Onna bir bolunca da bulurun attan söhüneme ite buput bilgin koror mustaq budottan 12 söhü var. Onu elbeten mi deme bebi kakbudun attan ürünülgen ilgelen onna bu kuyot bu yanına herger attan urku kamnerge hapkos kamnere bile bırağılan hıppıp bollaktarına o siri tuhağa taharık taqbud onna tühünnen otolabut onna bu huntarı uluğun barı qayısıvağa köme büyütünden otto kolabır bihigi bu qayısıvağa arındadan olur cennetten eme olamıt ottorun arındaga me oqsam berebit ol kurdu kolabır kinler törden birihanın beyleger bu hidderin otto tonlar prespa bostanlardan hürdak kömenen allar toyakana bu kiyen hirge bihigi tawhanga heri oqsabıt olata manna balana hıllan bu hayın ustata 300 tonnаны оңран тахарабыт. Көктөк бу жекергеттеки колу бирелен багара. Хеп, жонон Байбал жигене тургу токтагата, огына сухал бу итнеринен ити Спартакиада хунтарчен көмүскө хөҗөрнен хебестен бүгүн бияка бу 3 күнмү тургутутун бебит үле хеппит Михаил Сипсеп илен хагалан терияга, онутан экспертинен бордоңтан келе хөҗөр Александр Васильев көрүгө стега хеп. Сака төрөт жарыгынан болар, ынагы ити хылгыны көрүү окудук. Сайынгы 1 күн кыгыны торатын чеп. Хеп, ол hem билин уаттар илинен оток суга күрәктәбит. Хаманданан он 2 gün арыгыпт. Коля куяр хаманда олабетар капитаннары Коля преимуществолактар кинлерге бәһә көбүкүтүн гүдүк иги берилди бите. Хеп, ол хенкинлер хатурдара хыты болар хитнагар, ота хебула или күнә. Онна билин хатур бахар сәпт, оны хебитин көрәм мамыт күрәкпәтен сагылыпт.
Жара оттар билин хотур талыта болуга, окурдук манна хыппа, хыты, эрби гуддукта хотурдар барлар олихен жеребевканан таланлабыт, ха? Cause I want to love you with all my heart and soul. Cause I want to love you till my dying day. I love you, girl, you know I do. Кыргыттар бедрелер битин туттубут, онна бу көстөр сыгыга жеженни сүребит, биремебит 1 час бериллер. Билген 12-не 15 минут аста, бири 5 ахыта бары манна көрсөбөт. Ата бары жеженнебит болуктак кетет, тахин сирахагасы жүйрөктер, сырайдара характара үйөрбөт көппөт, жаванна ойурбут текки сыгыбыт текки сүребит. Урут бусирге кирестеак тыака хайстыбатын кооператива оттурете. Ол кемге жежен үйнерин туһунан онногор олохтооктор билбеттере. Оттон билигин олохтоок кихи Павел Игнатьев кодуха сирин үйреттен жеженин карыстан үс сылтан беттек жон тухатыгар тахарда. Онногор жеженнир кемге жону көңүллән бейте эбени туаратан жетигер олохтоон сирастатар. Soul. I want to love you till my dying day. I love you, girl, you know I do. I love you, I want to be around. Yeah, it's all I think about. I want your spirit. Hadi hara. Sonra ne görmen? Rastı bakıcı. Baltı verdiğinde koş. Билигин отук минуттеринен токсур онтун кыйлак баharылла кайдагай бу отоксор. Отбутан огус көрдөккө. Окуда ара. Рапы дебитте. Кайдакканы? Уңок курду состояниелак турар бу баня. А? Батан. Ичүди утуй батаңда, онтун оксор эбитте. Окорбу. Онтун бу отоксор. Яраханы битте. Çünkü kıtat okşan atağım harbulası han kotan kellim kutallah çöder bağlar evet o da koturlarından mene daybu hecallar bebel kelenci yok kurduk da bil hüge kurduk köten kelin hep. Teknik adam mı? Bunu kağaları milli oksulların kararı. Sigara. Batta. Bu kendi verini kımardın mı? Конечно. Aha varsa da. Китай, Дима бола. Дима. Кайдак канай.
Нормально. Нормально. Да от хебилеген не хиле тына хеджеретинге. Инда. Ага. Уйдем. Ага. Ото бакалла неген кайдагы. Ото нарангылар игилен улар сыбатактарын туакяныгын. Хамин ари батам. Игигеде хыппагандан доксокко хепе биттөт жогунан. Мен şu не bir hamle cemim bata. Костя барын бырасты көрдөрүм мүтем муннун тыныра хеджерден дабланьям писпик кебдин да Костя. Таксыбыт. Антон билген кайдак каны тебен ине жибатта. Бу өдө хеджер болон билген бутаннык барани хер көрдөккө. Ата кайдагы ити каллан. Ой. Ого байда. Катурун хити да. Ол кенититтен баня ол келенер. Чокчойо көрүңөр ол. Аллара ти умса түйе отоктор. Че баня кытат. Бу коле көрдөккө хамай опуттактара. Ата этерге дылы бехеде питтере ыл болорго белемден. Ада бе хайствынна экөстөр манна коля. Кайдакканы? Чүй. Ага. Вандарым не. Ага. Ата игигин улар сыбатыңда нарака командага. Это игра и сыграла. Еще лично. Ага. Көйя Канада ден турuna. Скола, это скола стану коликом. Нам спарай. Не бой, не репета форга. Он там отсюда. Ага. Я уже варду. I want to love you with all my heart and soul. 'Cause I want to love you till my dying day. I love you, girl, you know I do. I love you, I want to be around. Ох. Механа var oraya. Тоғол. Көстер бу эттем демен. Окка жачыбы, ноксачыбы не. Немек улган конкурент яхана тактырык. Вот это гана котуруп.